Спасибо, Азамат. Это Спасибо, было... друзья. Давайте раскачаем немножко это болотце. Уфа, ты где? Эй! Поаплодируем друг дружке, давайте поаплодируем. Мы здесь собрались, я знаю, масса людей бросила работу, отпросились со своих рабочих мест для того, чтобы сегодня здесь появиться. Сегодня действительно уникальное событие. Никогда в истории российского спорта, абсолютно точно. И насколько мы знаем с Дмитрием Каретко, никогда в истории мирового спорта два топ-спортивных клуба элитного уровня, прописанных в одном городе, не встречались в каком-то официальном соревновании. Нет, наверняка футболисты частенько играют в футбол, фифу 18-19, хоккеисты наверняка поигрывают в национальную хоккейную лигу, да, потому что они там есть. Так вот, сейчас мы предлагаем такие обстоятельства, когда хоккеисты будут играть в футбол, например, а футболисты в хоккей. И это, Заруба, тем приятнее, что одни играют фигово в футбол, другие в хоккей, наверное, да? Я не думаю, что кто-то играет плохо. Я думаю, что все играют хорошо, а кто-то еще лучше. Но я хочу отметить, что Линус Умарк очень любит сборную Швеции по футболу, он очень сильно за нее переживает, да, и наверняка он тоже не прочь сыграть, например, Ибрагимовичем за ту или иную команду или за ту сборную Швеции. Поэтому с этой точки зрения интересно, конечно. Слушайте, а не Линус ли Умарк вчера помешал Артему Дзюбе отобраться на чемпионат Европы по футболу? Вчера там, в Стокгольме. Не Линус, точно? Линус Умарк помог мне отпустить усы, Азамат, это я точно знаю, если вам это интересно. Если вы не знаете этой истории, то Линус Умарк действительно помог Дмитрию Каретко оказаться в усах. Спасибо, Линус, я не хотел этого. Thank you, Linus, for my, как этот, усабрь, да? November. Да. Теперь я самый ужасный мужчина на свете, конечно. Друзья, мы должны сказать спасибо торговому центру «Мега». Давайте поаплодируем Меге, пусть будет приятно. Нет, если мы так будем аплодировать, сейчас здесь выключат свет вообще. Нас выгонят просто, да? Скажут. За такие аплодисменты, знаете, на улице играйте в свой киберспорт со своими там звездами. Давайте еще раз. Спасибо, Мега! Ладно, будем считать это репетицией. Сейчас мы должны сказать спасибо партнеру Федерации Башкирского республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России, нашему дорогому, любимому Ростелекому. Спасибо, Ростелеком, за связь без брака. Связь без брака и мрака. Это тоже очень важно, уважаемые дорогие друзья. Да, вы должны понимать, что любое киберспортивное соревнование — это, конечно же, величайшие шоумены, комментаторы. Зеленгиров и Салимгареев, я правильно понимаю? Да, я о них сейчас говорю. Конечно. И, конечно же, это всегда игровые места на основе компьютера или игровой приставки. Но прежде всего это связь. Потому что вот сейчас, и что в ФИФУ, что в НХЛ, наши уважаемые спортсмены будут состязаться именно благодаря тому, что их игровые приставки через интернет, несмотря на то, что они вот так близко находятся, соединятся. Такие вот дела. И еще о чем, Дима, мы должны были сказать. Дорогие друзья, Линус Умарк совершенно точно здесь уже. Мы дожидаемся Антона Бурдасова, но у нас лучший бомбардир команды и лучший снайпер. Делегировал хоккейный клуб Салават Юлаев. Наши футболисты Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов уже где-то здесь. Они где-то здесь, Где-то здесь. Но я вам не советую их искать, потому что они в любом случае в ближайшие минуты появятся здесь. У нас к вам небольшая просьба, уважаемые друзья. Азамат, ты хотел сказать, что автограф-сессии как таковой сегодня не будет. Как таковой не будет, потому что мы же не для этого сюда собрались. Да? Я больше скажу. Тут кое-кто начал фотографироваться с Линусом, ну так вот, где-то там, в коридоре. И рядом проходил Мецела. И никто Мецелу не заметил. И никто не заметил Мецелы, кроме меня, пока я не закричал: «Hey, Юха! How do you do?» Кстати, вот же он. Ага, поверили, 1-0 Муратов выигрывает, смотри. Это интересная игра, Азамат. Вот, кстати, Юха Мецела поступил как настоящий болельщик, как настоящий культурный уфимский болельщик. Он сюда пришел не один. Он здесь с женой и с 2 дочерьми. И как вы думаете, за кого будет Юха Мецела сегодня болеть? Ну, конечно же, за Игоря Безденежных. Потому что они с детства кореша, ребята. Вот такая вот история, которую вы никому не рассказываете. 2-0. 2-0 комментаторы победили. Так, скверное чувство юмора у нас, надо признать, дорогие друзья. Да, шутки за 300, это наша Азамат, любимая я тема, предлагаю сейчас разыграть подарки от наших партнеров. Давай. У нас есть буквально пару подарков. Давай. Да? Отличный был вопрос. За этот вопрос мы отдадим прекрасный вообще приз. Что, Дима, серьезно? ты что? Смотри, от Баштел. Баштел — это маленький кусочек большого Ростелекома. Баштел — это наш провайдер. И в этой коробке действительно бесценный приз. Я вам сразу скажу, этому можно верить, этим нужно обладать.
У нас есть 1 минута. Скажите, пожалуйста, что... Этот вопрос сегодня прозвучал в трансляции. До этого дошел Артем Кочешев, комментатор федерального уровня. Артем Кочешев, аплодисменты ваши. Хоть до чего-то дошел Артем Кочешев. Вот наконец, до чего да. дошел Кочешев. Кочешев спросил в эфире, и они с трудом нашли ответ. Что объединяет сегодня спортсменов, которые будут выступать на этой сцене? Что Так, стоп, объединяет? можно музыку ввести Музыку чуть-чуть? можно убрать, да. Да? Да, Лину Сумарк вспоминаем, да? Антон Бурдасов, да, вспоминаем. Игорь Безденежных, Вячеслав Кротов. Кто знает ответ, тот получит приз. Что? Не слышу. Спорт? Давайте поаплодируем, это неправильный ответ. Вы что думаете, мы такие... Дима, а ты знаешь ответ на это? Я? Да, а ты его Конечно. придумал. Я его придумал. Ты придумал этот Я ответ придумал- на этот вопрос. Да. Ну да. Вспоминайте, что объединяет? И давайте громче. Что? Нападающие? Нападающие. Нет. Но Безденежных не нападающий, нет. Он Да, полузащитник. вот мальчишка, что? Команды? Команда. ФК Уфа и Салават Юлаев. Круто, Это две молодец. разные команды. блядь. Отлично. Красава. Мой Оба любимый ответ. в Уфе, все понятно. Вот парень показывает 7 Вот пальцев. что, вот подними еще. Пока все поняли, что. Что это значит, скажи? Скажи. Цифра 7. Она есть в их номерах. Да! Да не может Да быть! серьезно, выходи Дайте к нам нам. этого счастливчика. Что безденежных, идем сюда, дружище. Что безденежных, что Кротов, что Лину Сумарк, что Бурдасов Антон. Ну давайте мы пообщаемся с этим юношей. Как вас Поздравляем зовут? тебя. Покажи всем, что я обратно положил приз. Там, вдруг скажут, что Муратов. А как зовут-то парня, скажите? Как тебя зовут? Да не важно, я знаю, что это. Поаплодируем Булату, да. Булат, кто сегодня выиграет? Уфа или Салават Юлаев? Салават выиграет? Ты такой оптимист вообще. Мы вообще про новосибирскую вчерашнюю игру так же думали. Мы были уверены в том, что там будет счет в нашу пользу. Да. Ну что, наверное, уже где-то рядом все участники Так. соревнований, да? Наверное. Антона нет еще, да? Есть у нас? Подлетает? Антон еще доедает? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Все, давай тогда еще что-нибудь разыграем от Ростелекома. От Я-то Башкирии. разыграю, но у нас Давай. только кресла остались и компьютеры. Азамат, что мы сейчас будем разыгрывать? Серьезно? Ни за что не поверю. У нас остались сертификаты. Обалдеть. У нас остались сертификаты на 3 месяца бесплатного тарифным планом игровой. Так, теперь русским языком, Азамат, объясните вот этой милой женщине, которая наверняка не играет в игры, что это даст ей. Слушай, тарифный план игровой — это когда ты играешь, и у тебя офигенная... Все, обалдеть. Вы счастливы? Она стоит много денег, а за 3 месяца это вообще много денег. О, продолжай, Азамат. А еще тарифный план игровой от Баштелла и от Ростелеком. Все. Это когда ты играешь в танки, а у тебя крутейший танк вообще. Обожаю вообще. А в танке уже экипаж, Все, понял? хватит, я уже А хочу. еще есть в ангаре место. Я отвечу на И любой еще, твой вопрос. этот, как его, премиум аккаунт. А еще есть эсминец адмирал Нахимов. Все, чтоб ты перестаньте. играл в корабле. Давайте разыграем уже. Ну, Понял, да? конечно. Конечно. Кто Давай. хочет? Я хочу. Все. Дим, сейчас я вернусь через минуту, ты разыграй пока. Дорогие друзья, ну давайте вспомним вчерашнее сражение между хоккейным клубом Салават Юлаев и Новосибирской Сибирью. Конечно, я понимаю, что многим из вас хочется забыть этот матч в силу определенных причин. И тем не менее, в составе Новосибирской Сибири играет один из 2 легионеров из этой европейской страны. Она называется Франция. Возможно, вы знаете, как зовут этого хоккеиста. Брюле? Нет, друг мой. Можно загуглить, я не знаю, у кого там. У кого провайдер Ростелеком? Тот быстро ответит на этот вопрос. Что, серьезно, никто не знает? Его вчера не было, вы хочу отметить, он не попал в состав. Но у нас есть Стефан да Коста, да? Но он не играет за Сибирь, он играет за Екатеринбург, да. Что Шарль? Просто я могу назвать любое французское имя, это, возможно, будет... Шарль Бертран, да, это абсолютно правильный ответ. Пожалуйста, выходите к нам. Шарль Бертран, запомните. Давайте я буду внизу раздавать подарки. Да, Дима, конечно, да. конечно. Да. Я не понял, что за ответ, что за вопрос, тем более не понял, что за ответ. Я хочу знать, как зовут тебя, друг. Никита. Никита, ты за кого сегодня будешь болеть? За хоккей, за футбол? За ФК Уфа? Я вижу, ты футболист, да? Ты сам занимаешься футболом? Сколько годиков тебе, Никитос? 17? Ты, ну, в молодежной Уфа, да? Что там, как дела? Чего влетаете все время постоянно? И как телевизор не включу на БСТ. Новости там. Молодежный состав ФК Уфа проиграл 8. Да вру, один раз такой был. Никит,
Ну, кто круче, Мечных или Кротов? Играет. Да не футбол, футбол оба крутые. Я про киберфутбол сейчас. Не знаю. А сам играешь? Ну вот сегодня... Он только что играл, а сам... Это же ты проиграл опять. Ну это молодежка Уфы, что? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Наверняка вы очень сильно любите Линуса Умарка. Более того, знаете все его увлечения. В Инстаграме, который он относительно недавно начал активно вести, он подписан на эту команду Национальной хоккейной лиги. На какую? Да. Баффало? Эдмонтон Ойлерс. А почему? Вы знаете, почему он подписан? Вы знаете? Там играл вместе. Он играл вместе с Харти в Эдмонтоне. Ты что такого не может быть же? Было. Было. Точно Это абсолютно было. правильный ответ, дорогие друзья. Азамат, слушайте, вот, знаток, знает все предпочтения, увлечения и биографию Линуса Умарка. Но на самом деле это не Линус подписан на Эдмонтон. На самом деле это весь подписан на Линуса. Да. Более того, 3 месяца. сейчас в Эдмонтоне Бесплатного интернета. раннее утро, они тоже смотрят все, что происходит здесь. Следующий вопрос. Антон Бурдасов, воспитанник именно школы хоккея. Назовите город, где... Кто сказал Челябинск? Как зовут, брат? Юра. Ну ты же хоккейный болельщик. Сам играешь в хоккей? В компьютерный? Нет. Не умеешь? Видишь, а Бурдасов умеет. Чувствуешь, что он круче тебя. Скажи мне, почему вчера Бурдасов не забил, Умарк не забил? И почему проиграли? Спали. На льду? Да. Это же неудобно, холодно спать на льду. И в третьем периоде только проснулись. А, в третьем проснулись. 2 периода спали, потом проснулись. Что бы ты сделал, если бы ты был тренером, а не Николай Цулыгин, с нашей любимой командой до 3-го периода? Все, понял, ничего не говори. Я по глазам вижу все, я по глазам вижу. Там вариантов нет. Азамат, пожалуйста. Давай. 3 Сертификат. месяца бесплатного интернета от Ростелекома. Тарифный план. Вот теперь тренируйся, хотя бы в танке играй, ладно? Нормально. У тебя там нормальный Т-80 такой, взрослый. Позвонишь по телефону? Не мне, там есть номер. Ладно, там есть номер, ты скажешь, у меня есть сертификат, Муратов подарил, хорошо? Нет, тебе подарил каретка, но ты скажи, что Муратов, ладно? Мне будет приятно, спасибо. Будет Спасибо. совершенно справедливо, уважаемые друзья, если мы сейчас поговорим о футбольном клубе Уфа. Это наша главная футбольная команда. Команда, которая в прошлом сезоне подарила нам счастье. Мы попали в Еврокубки, увидели Стивена Джерарда. Возможно, вы знаете ответ на этот очень простой вопрос. Он максимально актуальный. Дело в том, что футбольный клуб Уфа вот буквально на днях стал победителем турнира, который проходил именно в этой стране. Да, вот мужчина. Что, Руслан? Кипр? Да, это абсолютно правильный ответ, Азамат. Кипр. Кипр? Да, Кипр. Вообще наша команда обожает Кипр. Да, и они обожают выиграть команду под названием Пафос. Да, Пафос — это кипрский город. А кому дать интернет? Кто был? Вот Руслан. Где? Да, Руслан, ну подойдите к нам, что вы стесняетесь. Вон и Вячеслав Кротов у нас здесь, я вижу. Где Вячеслав Кротов? Да вон он стоит. Слава пьет чай. А где Игорек? Где Слав! Игорь Безденежных? Давайте Привет. поаплодируем. Все здесь. Линус Умарк, Слава Кротов, Игорь Безденежных. Дайте им поаплодируем. Разомнемся. Вспомним, что мы здесь пришли на них посмотреть. Вячеслав, вы за Игорем не наблюдайте. Проходите сюда. Сидите сюда, Вячеслав. Вячеслав, приветствую. Слава, это правда, что первый матч будет между тобой и Линусом в FIFA 19? Вы что, так готовьтесь к интервью. Алена Муратова готова будет поговорить в эфире. Дорогие друзья, мой любимый вопрос. Пожалуйста, назовите предыдущую команду Вячеслава Кротова. Что? Ну, он Кто о правильно чем, сказал, каретка о мясе, да. Да, есть такая Не команда. предыдущую команду Вячеслава Кротова, а команду, в которой пришлось Славе поиграть немножко до перехода в Уфу. Кто сказал Спартак? Азамат. А я думал, ты Спартак тоже. А откуда ты знаешь? Ты за Славой следишь на самом деле? Какой номер у Крота, скажи? 57-й. Есть еще 3 месяца. Он знает номер Кротова, 57-й. Видел, да, Ильсур? Я по бороде вижу, ты не уфимский, да? А, да, шапка наша, я забыл. Да, Черниковский. Сам играешь, болеешь или что? Что делаешь, Ильсур? Играешь? Играешь, когда болеешь? Ладно, давай, удачи. Ильсуру поаплодируем, он красавчик. Ильсур, Ростелеком громко крикни. Нет, так, с таким отдай обратно сертификат. Так не кричат. Спартак громко кричал, да?
Спартак, да. Да. Вот мясо у вас есть такое, да, что-то. Ну, Вы есть, любите, да. есть. Давайте. А теперь давайте, о футболе, о хоккее поговорили. Возможно, здесь есть те, кто приехал к нам, издалека, из какого-то другого, не Уфы, населенного пункта. Откуда мужчина? Миас? Камск? Вы же уходили уже. А что развернулись-то? Ну ладно, Нефтекамским... Да, вы подходите. В Нефтекамске вообще знают, что в Уфе есть такой хоккейный клуб Салават Юлаев? А футбольный клуб Уфа? Нефтекамский знает, что Хоккейной поаплодируем. лиги. Выходи к нам. Да выходите к нам, да. Вы только что кофту себе купили, молодец. Есть у нефтекамских деньги, они могут себе позволить одеваться в Уфе. А что, нефтик зажигает, да? Нефтек вообще Слушайте, а в рвет чем? просто. Там есть, Баштел есть там. Дружище, всем привет. У тебя 3 месяца теперь красивого интернета. Можно вопрос? Вот там сзади ходит мужчина с камерой, уважаемые друзья. Сейчас кто ответит, тот получит. Импозантный, самый яркий мужчина на всей территории российской премьер-лиги. Сейчас, давай представим, как будто главная звезда. Не, давай спросим, как его зовут. Вот кто ответит, тот получит подарок. Да, как зовут? Кто не знает, дальше смотри. Бережной только в курсе вообще. Давайте правильно сейчас скажем. Давайте правильно. Дамы и господа, сегодня с нами Сергей. Ты. Ваши аплодисменты. Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, привет. можно попросить вас подойти к нам? Перестаньте все это снимать. Мы знаем, на каком сайте все это в итоге появится. Сергей Николаевич, где вы? Сергей хоккейный болельщик Азамат Муратов, здрасте. Сергей Николаевич, скажите честно, ну ваши звери, да, сегодня вообще? То есть они сегодня... От хоккеистов ничего не останется здесь. Нет, мы не готовили, ехали или нет. Подъехали, все, глаза прям горят такие, как фонари. Сейчас говорят, Значит, ничего не останется. Сергея Тыртышного, человек никогда не ошибался. Давайте, Сергей Николаевич, спросим, как команда... Премьер-лига, брат. И так получилось, да, Сергей Николаевич? Следующий вопрос. Сергей Николаевич, как съездили на Кипр? Расскажите, вы Загорели. У вас трофеев больше, чем у Спартака. Абсолютно ненужная для меня информация. Спасибо огромное. Я не знаю. Не, мы вас поздравляем серьезно. Сергей Николаевич, отлично. Я болею за футбольный клуб Уфа, господа. И да, это публичное заявление. Это моя родная команда, как говорит Шамиль Камилович. Так, еще, у нас есть еще сертификат, Азамат? У нас есть еще сертификат. Дим, ты пока поразыгрывай, я пойду. Да, конечно. Конечно, дорогие друзья. Следующий вопрос. У нас все вопросы простые для хоккейного болельщика. Ну вот, например, это количество сухих матчей. Да, вот мужчина первый поднял руку, но у него уже есть... А вот вы, девушка, в шикарной шапке. Да-да. Вы из Уфы наверняка, да? Я сейчас буду вас терроризировать на... Да, проходите. Вас укусит никто. Заходите. Все, теперь вы у нас в плену. У меня Гузели есть любимый хоккеист в Салават Юлаеве. А кто в вашем случае этот человек? Омарк. Омарк. Это слишком попсовый ответ. Бурдасов. Отрите, скажите Кротов. Но я скажу, что это футболист, и вручу эту штуку. Держите. Аплодисмент. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Вот, да, вот сейчас практически готов. Через 2 минуты начнем уже работу. Такую, в полном ее понимании. Сейчас, Дима, давай непосредственно отношение к этому празднику имеет, потому что мы же будем здесь встречать участников матча, а их да, надо конечно. просто искупать в овации. Сейчас мы попробуем. Дамы и господа, вы готовы, да, в ладошки хлопать?
Нервного общества Баштел. Маленькой части большого телекома. Марат Долгоаршинных. Ваш аплодисмент. Передай микрофон. Добрый день, Марат всем добрый Гайнулович, прежде чем вы коротко выступите, я хочу еще раз развитие компьютерного спорта в республике. Я вам сейчас говорю не как балагур на сцене, а как председатель Башкирского республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России. На таких людях, как Азамат, держится на самом деле компьютер. И я очень рад, и я вижу,
Кого? Ювентус самый сильный. О. Вячеслав, вы лучший друг башкирских киберспортсменов. Как вам сегодняшняя атмосфера? Вы ведь уже не в первый раз на соревнованиях подобных. Да, меня Мурат приглашал в Дом киберспорта. Я приходил, участвовал в трансляции. Мне очень понравилось. И сегодняшнее событие очень крутое мероприятие. Мне очень нравится здесь. Все организовано круто. Мы наслышаны про ваш уровень в игре Counter-Strike. В FIFA и в NHL также хороши? Ну, так скажем, я играю не так часто, как Counter-Strike, но на сборах мы играем частенько. А предпочитаете играть по сети или же в компании друзей? На сборах мы играем между собой, а когда я нахожусь дома, то по сети. А можно в приличном месте произносить ваш никнейм в PlayStation? Да. Какой? Крот 57. У нас есть еще небольшой такой блиц, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете соперника. Я задам вам несколько вопросов и с вариантами ответов о Салавате. Итак, нынешний капитан команды Салават Юлаев. Панин, Умарк или Бурдасов? Бурдасов. Самый долгоиграющий хоккеист в составе Салавата Юлаева на данный момент. Линус Умарк, Захар Арзамасов, Тему Хартиканин. Хартиканин. С какой командой вчера играл Салават? И почему проиграли? С Сибирью 1-0. А почему проиграли? Не знаю. Ну, желаем вам не проиграть сегодня. Удачи. Спасибо. А мы ждем Линуса. 23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru. А с нами уже Линус Умарк. Линус, как настроение? What about your mood? Mood? It's great. I'm looking forward to play some PlayStation. Отличное настроение, ждем игры. Линус, кто лучший шведский игрок НХЛ, по вашему мнению? Who is the best Swedish player in National Hockey League, in your opinion? The best player? Connor McDavid. Какой бы оверолл вы ему присудили? Eric Carlson. Какой бы оверолл присудили ему? How do you appreciate his overall? In the game? Yes. I haven't seen it, so I don't know. Он никогда не видел, он не сможет оценить. Что Линус Умарк делает так же хорошо, как играет в хоккей? What Linus Ummark doing as good as you play in hockey? I don't think I'm the same player in this PlayStation than what I am on the hockey ice. So we'll see. I haven't played that much in the shell. Линус готовится сейчас к матчу и надеется сыграть его хорошо. Все ли в нашей команде знают, что вы чемпион мира? И где сейчас хранится ваша медаль? Everyone knows that you world hockey champion in our Salvatore life. I want it too. Он бы хотел этого. Where your medal now? My medal? Your gold medal of World Hockey Championship. I have it at home in Sweden, so I don't do that much with it right now, but in the future it's fun to have. Его медаль сейчас хранится в Швеции дома. Россияне очень мало знают о шведской музыке. В основном знают группу Ace of Base, Dr. Alban и E-Type. Что вы посоветуете послушать из шведских исполнителей? We know about Swedish music and
ABBA, as a Waze. What type of group would you recommend us? He passed away last year, Avicii. Avicii. Проведем небольшой блиц, чтобы проверить знания соперника. We ask short questions about your opponent, about Football Club Уфа. Yeah. It will short question. В этом году форма клуба ФК Уфа представлена в 3 цветах. Это У нас совсем немного времени остается до самого важного события, до того, как Вячеслав Кротов и Линус Умарк, а именно они начнут наше киберпротивостояние в рамках шоу-матча футбольного клуба Уфа против Салавата Юлаева. Итак, наши прогнозы перед матчем. Давай, Артем Котишев. Мы должны сейчас снова вернуть слово нашему корреспонденту Алене Муратовой, который общается с Линусом Умарком. Нет, мы не передаем слово, давайте прервемся ненадолго. Гениально. Ты, конечно, проанализировал. Я говорю... Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций. Такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. Я буду тебя за руку хватать. Итак, дорогие друзья, Линус... Мы возвращаемся в нашу студию. Ну что ж, мы наконец-то подобрались к главному событию сегодняшнего вечера. Весь день мы наблюдали за киберспортивными поединками с участием футболистов и хоккеистов. В них даже участвовал мой коллега Эмиль Зингиров. Меня зовут Артем Котишев. А Булат Салимгариев, еще один комментатор, который присоединится к нам чуть позже. Наконец-то мы будем наблюдать за развитием событий в противостоянии футбольного клуба Уфа и хоккейного клуба Салават Юлаев. Линус Умарк и Антон Бурдасов представляют хоккейный клуб. Соответственно, Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов будут представлять Уфу. Эмиль, что же нас сегодня ждет? Сначала нас ждет поединок Линуса Умарка и Вячеслава Кротова. Мы уже знаем, что Линус будет управлять Ювентусом. Начнут они в FIFA 19. Вот тут сложно сказать, на самом деле, каков скилл Линуса Умарка. Это наша большая загадка. Нет, скилл его хоккейный, безусловно, не вызывает вопросов. А вот что здесь будет? Вячеслав Кротов, вот видите, как ему Игорь Безденежных в роли секунданта помогает. Сейчас все будет. Сейчас ребята из футбольного клуба Уфа настроятся и покажут супер уровень, мне кажется. А ты думаешь, что, Артем? Ну, мы меньше знаем, наверное, о киберспортивных возможностях Линуса Умарка и Антона Бурдасова, чуть больше про футболистов. Ну, здесь разный подход, да, к комплектованию команд, скажем так. Но посмотрим. В любом случае будет интересно, я в этом уверен. Мы сегодня наблюдали и за футбольными матчами, и за хоккейными. И, мне кажется, и те, и другие были достаточно яркими. И уж главные звезды нашего вечера тоже не должны подкачать. Безусловно. Итак, ну... посмотрим. Реал Мадрид против Ювентуса. Реал — это Вячеслав Кротов. Ну и Ювентус — это Линус Умарк. Давайте посмотрим. Ну, пока мяч под контролем Реала. Вячеслав решает вот именно так начать матч. Через фланги, аккуратно пробиться к центру. Но там довольно надежно играют Линус Умарк. Да, видите, что вот на русском языке Линус Умарку подсказка тренера. Сомневаюсь, что так задумано. Стоит, конечно, может быть, и убрать эти штучки. Они достаточно серьезно отвлекают. Но вот, тем не менее, атака Линуса Умарка идет через фланг. Ну, несмотря на то, что это отвлекает, мы видим, что Линус Умарк провел хорошую атаку и довел дело до удара. Удар, может быть, не самый лучший, но, тем не менее, первый удар в матче за Линусом Умарком.
Ну и посмотри, нам только что показали Линуса, насколько он сосредоточен сейчас на том, что происходит. Ну не только потому, что очень хочет победить, помочь в целом команде хоккейного клуба Салават Юлаев одержать победу, ну и потому что, ну, надо как-то... Какой раскат! Гол! Вячеслав Кротов выводит футбольный клуб Уфа вперед в противостоянии. Это Карим Бензема. Давно ли вы видели гол Карима Бензема в реальности? А вот здесь он, пожалуйста, забивает. Отлично открылся, пробил без шансов для голкипера. 1-0. Вперед выходит Вячеслав Кротов. Да, я говорю о том, что надо попривыкнуть, потому что начало матча мы видим, Линус чувствует себя не совсем в своей тарелке, что-то ему мешает показывать тот футбол, который он хотел бы показывать. Ну, сейчас мяч у него, необходимо Линусу отыгрываться, переводит он мяч на левый фланг. Так, что здесь? Дуглас Коста думает. И в итоге придумывает пас партнеру и в аут выбил. Так, сейчас мы, видимо, отключим вот этого тренера, потому что тренер нам не нужен. Какой нужен тренер здесь? Тут интересно, сработает ли в киберфутболе правило фэрплей, потому что мы сейчас видели, Линус сам выбил мяч с боковую. Вернут ли мяч ребята из Уфы Линусу Умарку после того, как игра возобновится? Я думаю, что вернут, потому что как сейчас Вячеслав Кротов встал и подсказал своему сопернику, как решить проблему вот с этой всплывающей подсказкой. И вот он, фэрплей, аплодисменты. Нет, ничего подобного. Там борьба завязалась в центре поля после этого выноса. Но все же атака Линуса и... Удар! Очень плохой удар, да. Не лучший удар в карьере Линуса Умарка. Даже, наверное, в киберфутбольной карьере этот удар войдет в число самых плохих в его исполнении. Но... Ну, посмотри, как здорово чисто сыграл Кьелини, уложил на лед Бейла Вивес без нарушения правил. И сейчас еще один шанс будет у Линуса все-таки сравнять счет. Широко, размашисто играет Линус, фланги задействует в полной мере, и здесь приходится достаточно сложно. Вячеславу Кротову приходится двумя игроками стягиваться. Вот удар! Перекладина! И это супер опасный момент. Криштиану Роналду. Браво, браво, Линус. Чувствуется, что после вот этих первых проблем на первых минутах с этим тренером, который мешал, да, действительно, вновь почувствовал себя в тарелке. Антон Бурдасов присоединяется к Линусу. Так важна поддержка, когда рядом с тобой партнер по команде, который может что-то подсказать. И Линус начинал один в одиночестве против двух соперников, но теперь все, баттл в формате 2 на 2. Очень неплохой заброс, и здесь вратарь должен успевать. Болезненного столкновения не произошло. Ты заметил, как отчаянно бросаются игроки Ювентуса на вратаря Реала, не щадя... Ух ты, какой пас между двух игроков Реала! Да, ну здорово выглядит Линус Умарк. Если начало матча оставилось за Вячеславом Кротовым, то сейчас хоккеист Салавата Юлаева перехватывает инициативу. Однако можно пропустить опасную контратаку. Летят вперед футболисты Реала. Неплохо на дриблинге проходит это дело, но все-таки надежна оборона Ювентуса. И неплохой выход Линуса в атаку сейчас. И защитник правила нарушает. И это будет опасный штрафной. И, желтая карточка возможно, желтая карточка здесь будет показана. Но судья виртуальный себя никак не проявил. Криштиану Роналду. Да. Не очень получилось, но будет угловой. На ближнюю штангу подача. Здесь получилась скидка такая на набегающего партнера и очень хороший плотный дальний удар. Подбор забирают футболисты Реала, но здесь вынуждены под прессингом выбивать мяч. И... Нет, здесь было нарушение правил со стороны футболистов Ювентуса, и штрафной разыгран. Ну, посмотрим. Пока что Линусу Умарку удалось перехватить инициативу. Чем ответит мадридский Реал, чем ответит Вячеслав Кротов? Давайте смотреть. Ну, вот пока взломать оборону Ювентуса не получается. Однажды удалось вскрыть, но далее уже Линус очень внимательно действует в защите. И даже довольно легко переходит в контратаки. Вот что, наверное, поклонников Линуса Умарка и Салавата Юлаева радует. А вот сейчас... Ой-ой-ой, какой шанс упускает Вячеслав Кротов. И в атаке Линус Умарк. И у него есть еще 15 минут в первом тайме для того, чтобы счет сравнять. И здесь передача до передачи в офсайд. Забирается Криштиану. Там офсайд такой на тоненького, но тем не менее угловой Лайцман поднял свой флажок и зафиксировал офсайд. Прямо сейчас Вячеслав Кротов пытается через центр проатаковать. Однако... Нет, продолжается атака. Нет, снова не продолжается. Вот так вот. Стоит не сказать, что что-то продолжается, как оно обязательно заканчивается.
Будет ли Антон Бурдасов подсказывать что-то Линусу Умарку? Вот что интересно, потому что Игорь Безденежных периодически активно помогает Вячеславу Кротову советом. Ну, я напомню, что мы сегодня рассуждали о том, кто будет сильнее в киберфутболе, кто будет сильнее в киберхоккее, все ли пройдет, предсказуемо. Футболисты должны, по идее, выиграть в футбол, хоккеисты в хоккей. Первое, что приходит в голову. Но на самом деле не все так очевидно. Мы знаем, что и футболисты активно практикуют игру в НХЛ, и наоборот. Хоккеисты играют в фифу. Да, очень глубокомысленные выводы от Артема. Я просто хотел спросить у вас, Эмиль, вы все-таки чего ждете? Ну, для меня, честно говоря, пока загадка большая, то, насколько хороши в интерактивном футболе и хоккее Линус Умарк и Антон Бурдасов. Но вот Умарк сейчас показывает очень неплохой скилл. И, в принципе, игра-то равная. Да, были два момента, ну, таких прямо супер момента у Вячеслава Кротова. Один удалось реализовать, во втором случае не удалось нанести удар. Но и у Линуса Умарка было попадание в штангу. Ты посмотри, точность передач. У Реала 100%, у Ювентус 62%. Колоссальная разница. Согласен, согласен. С цифрами не поспоришь. Да, наверное, но надо посчитать и количество передач. То есть Ювентус-то, мне кажется, более активно владеет мячом и более активно пасует. Вследствие этого и ошибок больше. А на контратаках старается играть Вячеслав Кротов сейчас. И, соответственно, точность передач у него, она все-таки повыше. Потому что передач меньше. И они все идут по киберспортивному. А прямо сейчас... Нет, не получилось быстро развить эту атаку. Ну, а я напоминаю, что за этим матчем наблюдает множество болельщиков здесь, в торговом центре «Мега». Давайте послушаем, кто болеет за Линуса. Фанаты Линуса, где вы? Ну, а сейчас давайте послушаем, кто болеет за Вячеслава Кротова. Ну, более голосистые фанаты у Вячеслава Кротова. Фанатам Линуса Умарка стоит поучиться громогласности. Ну, а я также напоминаю, что за этим матчем наблюдают тысячи фанатов в интернете. И гол! Феноменальный гол, причем пристреливался головой Линус Умарк еще в начале тайма. А теперь обрати внимание на время. 49 минут и 23 секунды. На 50-й минуте Линус Умарк сравнивает счет. Вот я думаю, что... При том, что было компенсировано 3 минуты к первому тайму. Я думаю, что если бы на месте Вячеслава Кротова был Жозе Мауриньо, он бы сейчас показывал на часы. Я не знаю, к кому бы побежал. К Азамату Муратову, наверное, побежал бы и сказал бы, как это возможно? Да, тут явные претензии к судье могут быть у Реала, у Вячеслава Кротова. Но, тем не менее, счет равный 1-1. Играть еще 45 виртуальных минут. Но тем интереснее матч. Согласитесь со мной, Артем? Я думаю, что мы можем и не уложиться в основное время. Ну, потому что действительно равные соперники встретились в этом матче, в этой игре. И мы видим, что в начале второго тайма больше мячом владеет Линус Умарк. И вот сейчас, кто будет первым, все-таки Квадрадо добежал раньше, но там уже что-либо делать было достаточно сложно. Играет с крайним защитником, подача следует штрафной, но там достаточно спокойно играет Вячеслав. Вот этот пас явно не таким вышел, каким его задумывал Кротов. И снова мы видим команду футбольного клуба Уфа. Напомню, что Игорю Безденежных предстоит вступить в борьбу в следующей игре. Он сыграет против Антона Бурдасова. Но очень много будет решаться здесь, в этом матче, кто же поведет на старте. Напомню, что мы увидим 2 игры по дисциплине FIFA 19, и затем 2 киберхоккейных матча в НХЛ 19. Так, а вот здесь очень надежно сыграно. Это Киелинь там разобрался так уверенно. И пас вперед на Криштиану Роналду. Криштиану Роналду идет уверенно, но там и оборона мадридского Реала. Бывшие одноклубники вот так вот бесцеремонно отнимают мяч у бывшей своей звезды, у бывшего своего лидера. Там нарушение правил, возможно, было, но ничего не зафиксировано с мячом Ювентус. Много вопросов будет к судейству, да, вот обычно комментаторы в таких случаях говорят. А вот момент у Линуса Умарка, отличный удар. Опаснейший момент, и упускает хорошую возможность выйти вперед Линус Умарк. И действительно, вопросы к судейству будут, прежде всего, у Уфы. Особенно вот этот момент в концовке первого тайма. Да, ну, где это видно к первому тайму добавлять 5 минут? Причем добавил-то он 3, а играли они 5. Вот вопрос. А вы говорите, все идеально, компьютер просчитывает. Ага, ага.
Удар Ювентуса по воротам. Ну, там сразу два футболиста Реала находилось. Гарет Бейл делал передачу вперед, но партнер не доберется. 4 удара по воротам Реал нанес и 10 Ювентус. Здесь у Линуса Умарка уже серьезные преимущества. Я бы сказал, даже колоссальное. И вот сейчас возможно нанести еще один удар, но очень надежно играет оборона Ювентуса. Давайте посмотрим, что у нас будет в результате этого углового. Будет ли розыгрыш или подача? Подача на ближнюю штангу притом. Но надежно оборона мадридского Реала. И Вячеслав Кротов сейчас планирует свою очередную атаку. Заброс идет на фланг. И здесь очень неплохо в штрафную, но без нарушения правил. Уверенно играет Линус Умарк и его защитники. Так, очень необычный прием мяча от Келлини. Нижний брейк-данс от опытного итальянского защитника. Пас в центр. И вот здесь по флангу видит забегание Дугласа Косты сейчас Линус Умарк. И очень опасный момент. Вратарь спасает и уже лежа на газоне вытаскивает мяч из-под ног у нападающего, у Дугласа Косты. Но Линус не сдается и не оставляет попыток не увеличить преимущество, а выйти вперед. Ну как здорово во втором тайме заиграл Линус Умарк. Я думаю, что вот все-таки помощь от Антона Бурдасова-то какова? Он просто пришел, сел рядом, и сразу игра у Линуса Умарка вышла на новый уровень. Ну, мы сегодня уже шутили, да, если игрок прибавляет резко во втором тайме, то в киберфутболе говорят, что позвал старшего брата. Да. Но вот здесь действительно позвал, только не старшего брата, партнер по команде. Криштиану Роналду выходит. Будет ли удар? Ну, это явно не удар. Это скорее защитник там откатил мяч вратарю. Да, накрывает Криштиану Роналду, и Слава Кротов идет в атаку. Здесь нет у него численного преимущества, но посмотри, какие свободные зоны. И вот момент! Удар! Гол! Выходит вперед Вячеслав Кротов на 75-й минуте. Карим Бензема. Дубль Карима Бензема. Когда вы вообще видели последний раз дубль Карима Бензема? Вот, наслаждайтесь. Все, друзья, кто пришли сегодня в Мегу, могут увидеть эти невероятные просто вещи. Это почти как дриблинг Арбелоа, да? Ну и теперь уже Линусу надо забивать, чтобы как минимум не проиграть в основное время. И удар по воротам он нанес сейчас. Опасный будет угловой. Там Кейлор Навас выручил. Уже не в первый раз Кейлор Навас играет уверенно и спасает Уфу. Да, когда вы тоже услышали эту фразу. Кейлор Навас спасает Уфу. Но сейчас его помощь не потребовалась. Мяч прошел слишком далеко от створа ворот. И здесь борьба. Она вроде бы остается за Вячеславом Кротовым. Очень жесткий подкат. Марсело получает желтую карточку. Игрок Реала. Но на самом деле сейчас, наверное, любой фол это допустимо для... Какой удар опасный, а? Для Вячеслава Кротова, потому что времени осталось уже совсем немного. И в киберфутболе желтые и красные карточки имеют, конечно, гораздо меньшее значение. Ой-ой-ой-ой-ой, я вот так бы не сказал, что осталось совсем немного. Ты это, Артем, зная сегодняшнего арбитра. Ну, арбитр у нас, если добавил к первому тайму 5 минут, то сколько он добавит ко второму? 10, 15? Ну, главное, чтобы при этом не было претензий у соперников сегодняшних. Итак, последние 10 минут. Счет 2-1 в пользу Вячеслава Кротова, в пользу мадридского Реала. И Линусу Умарку надо отыгрываться. Ну, а Вячеслав Кротов, конечно же, хочет, уже сейчас, наверное, поставить точку в этом матче. Отборы 5-1 в пользу Реала. Кротов атакует. Ну, наверное, поспешил здесь Вячеслав в этом эпизоде. Знаешь, Артем, чего не хватает? Не хватает поддержки болельщиков. Уважаемые друзья, давайте активнее поддержим сейчас наших спортсменов. Ну и вот сразу опасные навесы, сразу игра перемещается к воротам. Будут ли, интересно, фирменные кричалки от болельщиков Уфы и болельщиков Салавата Юлаева? Кто громче? Давайте посмотрим. И мы, конечно, послушаем. И главное, что ребята почувствуют вашу поддержку. Неорганизованные у нас сегодня болельщики, не помогают своим спортсменам. Ну как же так? Видимо, себе нужно начать кричать «Уфа-Уфа» или «Салават-Салават», и тогда к тебе присоединятся болельщики той или иной Тогда я буду выглядеть необъективно. Скажут, что я за тех болею или за других. А вот момент, который может решить судьбу матча, не попал! Как же так, Пауло Дибала? Ну ты же один из самых талантливых игроков в мировом футболе. Что ж ты делаешь? Да, Пауло Дибала сейчас простил
Думаю, что у Линуса Умарка это теперь самый нелюбимый игрок. Ну давай не будем спешить. Во-первых, добавлено 2 минуты ко второму тайму. Всего 2? Очень странный судья. Ты веришь вообще этому человеку? Он сейчас добавит 2, они сыграют. Смотри, 10. куда вратарь пошел и сбивает игрока Реала. Будет ли нарушение? Нет, не будет. Игра не остановлена на самом деле. Футболисты Ювентуса подбирают мяч. Ой, ну какой странный дядя. Это судья, все закончили. В этот раз он решил не свистеть. И мы поздравляем. В первом матче победу одерживает футбольный клуб Уфа и Вячеслав Кротов. Это означает, что счет в серии становится 1-0. Ну а сейчас мы можем сказать, что следующая игра будет в формате 2 на 2. О, как интересно. Да, действительно, ну вообще мы вносим изменения по ходу турнира. И вот коллективными, видимо, усилиями было решено, что в следующей игре мы увидим торжество коллективного разума. И Бурдасов, и Умар, и Безденежных, и Кротов будут играть друг с другом, будут играть в дуэте. И посмотрим, насколько хорошо они друг друга чувствуют. Я думаю, что в отличие от вот этого противостояния, которое мы только что увидели, здесь многое будут решать командные взаимодействия. Безусловно, открывание, забегание, стеночки — это же больше возможностей, но в то же время, мне кажется, будет больше пространства, и я так думаю, что будет забито больше мячей, чем в первом матче. Твои мысли, Артем? Думаешь, будет больше голов, чем в первой игре, или все-таки меньше? Я думаю, что будет больше забитых мячей. Ну что ж, мы движемся дальше. Ждем следующей игры. Вот интересно еще, те же ли команды останутся под контролем соперников, или они все-таки изменят свое решение? Ну, понятное дело, что Реалом, может быть, и достаточно удобно играть футболистам Уфы будет, а вот насколько большое это имеет значение, на твой взгляд, в этом режиме игры? А я напомню, что футболисты и хоккеисты играют не в режиме 85 или Ultimate Team, когда, ну, примерно... Когда сопоставимый уровень. Здесь насколько да. сильная команда, настолько у тебя, соответственно, стартовые возможности велики. Но здесь, наверное, важно подобрать команду под себя, то есть кем удобно играть. Есть люди, которым действительно Ювентус удобен, все-таки там и Криштиану Роналду, и Дибала. Но Дибала как сыграл? Он отвратительно сыграл, у него было 2 момента, он 2 момента не забил. И тут еще большой вопрос. Давай прервемся надолго на рекламу, а после нее вернемся сюда и будем уже смотреть следующую игру. Давай, я футбол хочу. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций. Такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. — 23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru. Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в Инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. Знаете, чего добиться? Ну, просто всем доказали, что вы действительно при уникальном событии. Семья, в которой у каждого есть свое мнение,
но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций. Такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. «23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru. Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в Инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций. Такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. «23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru. Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в Инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. Семья, в которой у каждого есть свое мнение. Мы возвращаемся в нашу студию, и здесь появляется еще один мой коллега. Еще один, потому что я их не различаю. Булат Салимгареев, человек очень похожий на Эмиля Зингирова. Но чем вы отличаетесь? Продолжает путаться в своем сознании Артем Кочетов. Но давайте все-таки о насущном, о втором матче серии между футбольным клубом Уфа и хоккейным клубом Салават Юлаев. И мы напоминаем вам, что Баштел — это часть Ростелекома, а Ростелеком — это провайдер цифровых решений. Да, это наш главный спонсор. Возвращаемся. У нас Игорь Безденежных и Антон Бурдасов. Матч 1-1. Футбольный клуб Уфа играет против хоккейного клуба Салават Юлаев 2-2. Все правильно. Я сказал, а ты нет, Булат.
Ну что ж, ты смотрел за первым матчем со стороны, там, где шла борьба 1 на 1. Что можешь сказать, почему, на твой взгляд, у Вячеслава Кротова получилось победить? Мне кажется, Линус не успел за такой короткий срок привыкнуть к обстановке. Немножко, возможно, даже этого как-то смутило, несмотря на то, что он достаточно популярный хоккеист и привык находиться в поле зрения. Но вот в таком формате он еще не находился на публике, и это его немножко подвело. Вячеслав, видимо, больше времени, чем Линус проводит за приставкой, и поэтому оказался сильнее. Ну а теперь в формате, который нас ждет в ближайшее время, 2 на 2, ты когда-нибудь играл? Вот именно так. Да, 2 на 2 играть интереснее, с одной стороны, но с другой стороны здесь очень важно взаимопонимание, потому что обычно один игрок, который думает, что он играет чуть лучше, чем другой, начинает тянуть на себя дело и не отдает передачи. Вот такой может Видимо, быть. старший брат есть у Булата Салимгареева, который не давал ему мяч. Эта травма до сих пор не отпускает его. Ну, и мне кажется, что мы сегодня имеем дело с ребятами, которые знают, что такое командная игра. И Линус, и Антон играют вместе на площадке. То же самое можно сказать и о Славе с Игорем, которые выходят на поле вместе. Ну, Линус Умарк — это прекрасный ассистент. Собственно, чем он славится в континентальной хоккейной лиге. От него можно дождаться передачи в любой момент, в любую точку, но причем эта передача будет максимально удобной для партнера. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть в футболе, потому что в хоккее мы более-менее привыкли, что Антон Бурдасов занимает свою коронную позицию, и главное — это вывести его на бросок. Линус, конечно, может на ровном месте создать какую-то классную голевую комбинацию, но в футболе все это работает по-другому. Это совсем другая механика, и футболисты, как мы выяснили, больше разбираются в футболе, чем хоккеисты, да? Для этого нужно было потратить какое-то время, чтобы это наконец понять. После тяжелых умозаключения Артем пришел именно к этой мысли. Но я хочу сказать, что вот хоккеистам в футболе будет проще, чем футболистам в хоккее все-таки. Потому что мы даже знаем, что в подтрибунном помещении абсолютно перед каждым матчем маленький мячик гоняет хоккеиста. А я ни разу не видел, чтобы игроки футбольного клуба Уфа в подтрибунном помещении на катке наяривали. Да, брали в руки джойстики. Нет, играли прямо на коньках хоккей. То есть такого мы никогда не видели. Я думаю, что в этом плане все-таки футбол, он более доступный вид спорта изначально. И поэтому даже хоккеистам он знаком больше. Ну что ж, я думаю, что можно с этим согласиться в какой-то мере, хотя мне кажется, что когда речь идет о кибердисциплине, здесь эта разница, она немножко нивелируется. Хорошая атмосфера, мы знаем, что Вячеслав Кротов хорошо общается с Антоном Бурдасовым, они знают друг друга, и поэтому для них это тоже дружеское противостояние. Да, но играет он с безденежных все-таки сейчас Антон Бурдасов. Спасибо, что напомнил. Да, мы играем 2 на 2, да. Мы уже начали забывать, не можем и тут на помощь пришел Булат Салимгареев. Да, ну что, ждем, когда же начнется наша следующая игра. Напомним, что после футбольного матча нас ждут 2 киберхоккейных. И там, мне кажется, взаимодействие между игроками еще больше выйдет на первый план. Я думаю, да, но вот еще раз, Артем, я попытаюсь тебе объяснить, там, возможно, все-таки 1 на 1 будет матч, но давай об этом пока не будем говорить, да, там есть свои вопросы, они будут их решать. Я узнавал, сейчас мы смотрим матч в формате 2 на 2, следующую игру они играют 1 на 1 в хоккей, и 4-я заключительная игра будет снова в формате 2 на 2, но уже в хоккей. Все, вопрос больше не поднимаем. Я надеюсь, ты запомнил, это отложилось у тебя в памяти, и к этому мы больше возвращаться не будем. Итак, я вижу, что Манчестер Юнайтед стартовые, да, команды, но при этом сейчас игроки уже будут менять, да, естественно, команды. Посмотрим, кто за кого. А почему ты думаешь, что будут менять? Почему ты не думаешь, что... Потому что нет джойстика у Эмиля Зиангирова, иначе они бы уже давно начали эту баталию между Манчестер Юнайтед и Манчестер Юнайтед. 2 на 2 не получилось. 2 на 2, вот последние новости. Все меняется еще раз, круто. Ну а почему нет? Сегодня шоу, в конце концов, и будем играть 1 на 1. И все-таки не зря я продавливал мысль, поскольку я просто обратил внимание, что джойстик только у одного игрока, а другой сидит в телефоне. Это значит... не ты случайно испортил вообще все? А вообще изначально именно я запланировал, что будет именно по матч 1 на 1, но вот так получилось, что мы попытались 2 на 2, но это не удалось, поэтому сейчас Игорь Безденежных, футбольный клуб Уфа. И? Против Антона Бурдасова. Но по логике, учитывая, что в первом матче играли Кротов против Умарка, да, путем нехитрых умозаключений мы делаем вывод, что Бурдасов против Безденежных следующая игра. Да, осталось уже игрокам, видимо, выбрать команды. А ты помнишь, я тебя спрашивал, что общего у всех 4? А я причем ответил на этот вопрос. Ты представляешь, какой-то человек выиграл какой-то приз? Мы с ним созвонились, да, я его заранее предупредил, что будет вопрос. Говори 7.
Да, и семерка, напомню, в номере каждого есть 57. Это Вячеслав Кротов, 67 Линус Умарк, 71 Антон Бурдасов, 87 Игорь Безденежный. У меня сейчас такое ощущение, что просто наши спортсмены именно отдадут джойстики нашим помощникам, именно они будут за них играть, и те будут говорить, что им делать, поскольку до сих пор не начинают матч. И тут настройки джойстика, я так понимаю, проблемы, возможно, с выбором аккаунта, с PS Plus соединением, но я думаю, не будем грузить представляешь, информацию. такая ситуация, там Саша Егоров находится, топ-3 республики в ФИФЕ. Представляешь, его быстро подписывают на пару часов в Уфу, в главную команду, имею в виду. Он играет, и потом контракт разрывается. А кто же тогда будет играть за хоккейный клуб Салават Юлаев? Неужто Азамат Муратов? Да, ну, может быть, и Азамат, но если ты считаешь, что Азамат это лучший игрок в киберхоккее. Нет, Скажи, я ты должен думаю, сказать либо да, либо нет сейчас. Воздержусь от ответа, но я думаю, ты уже что... не можешь отвертеться. Итак, задаем вопрос Булату Сулимгарееву. Азамат Муратов лучший киберхоккеист республики? Среди находящихся на сцене, да. Вот так вот, Булат, вот так вот. Ну, ладно, такой ответ, который может устроить всех, а может не устроить никого. Ну что, ждем, когда же начнется игра. Александр Егоров, вот вы видите, сейчас слева рядом с хоккеистами оказывается. Он знает, как там помочь с настройками ребятам. Ну и может тоже и сыграть. Но вот, кстати, не знаю, в хоккее он, наверное, играет чуть хуже, чем в футбол все-таки. Ну, кто его знает. Если в реале, то, естественно, да. А вот здесь... Ну, объясни мне, почему нельзя и в футбол, и в хоккей играть одинаково хорошо? Потому что прошли те советские времена, когда были спортсмены, которые добивались успехов и в футболе, и в хоккее. Сейчас все идет более... Мы же о киберспорте говорим. А если о киберспорте, я думаю, что у них нет просто столько времени, чтобы увлекаться одновременно и одной, и другой игрой. Поэтому есть что-то, что лежит ближе к душе. Скорее всего, для хоккеистов это НХЛ, для футболистов это FIFA, и именно за ней они проводят больше времени. А ты можешь вспомнить вот из последних турниров чемпионат республики по киберфутболу сначала был, потом по киберхоккею, и там пересекались, были, в принципе, те, кто и там участвовал. Я сейчас, конечно, не говорю о тебе, потому что ты и там сыграл отвратительно. Это шутка, конечно. Конечно, шутка. Еще хуже, чем отвратительно. Ну так вот. Так, есть такие люди, которые и там молодцы? Максим Никелин, я сейчас вспоминаю. И, кстати, Максиму мы передаем привет и желаем здоровья. Он немножко у нас захворал. Макс, мы тебя очень сильно любим и по тебе скучаем. Возвращайся в ряды сотрудников спортивной журналистики нашей республики. Безусловно, я присоединяюсь к словам Булата, а мы по-прежнему ожидаем начала матча. Что же там происходит уже? Азамат Муратов вмешался в развитие ситуации. Азамат говорит, давайте я сыграю. Уже просто было такое сегодня в течение дня. И один раз это и проканало, да, и Азамат оказался с джойстиком. А вот сейчас мы правда не понимаем, потому что в течение уже, наверное, 7 часов все работало просто потрясающе. Но вот что-то решили придумать с форматом 2 на 2, и мы имеем сейчас то, что имеем. Ну давайте ненадолго прервемся сейчас, и как только все начнется, вернемся в нашу студию. Да, пока реклама. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций, такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. «23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru.
Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в Инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций, такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. «23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru. Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в Инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. А Салават нет. Потому что планировали однозначно, пока мы здесь сидели в тишине, наши ряды немножко поизмельчали, но это не значит, что мы не болельщики. Есть болельщики ФК Уфа? Ну а мы возвращаемся. четверо. Влад снова здесь, снова с нами. И разогреваем по новой все, да? Да? Перед матчем под номером 2 между футбольным клубом Уфа и хоккейным клубом Салават Юлаев. В общем, вкратце содержание предыдущих 936 серий. Прошел первый матч, в котором Линус Умарк уступил Вячеславу Кротову, а Вячеслав Кротов, соответственно, обыграл Линуса Умарка со счетом 2-1. Затем мы пытались начать игру в формате 2-2. К сожалению, по техническим причинам этого сделать не удалось. И теперь мы увидим встречу между Игорем Безденежных и Антоном Бурдасовым. Игорь Безденежных играет за Манчестер Юнайтед и Антон Бурдасов за Барселону. Барселона! Сейчас будут кричать болельщики хоккейного клуба Салават Юлаев и не прогадают, поскольку... Не Юнайтед, а Сити, оказывается. Вот так, да? Ну, мы получили информацию от человека, который в футболе не особо разбирается, поэтому все нормально. Изменения нас сегодня не оставят. Ну что ж, это жизнь, все течет, все изменяется. Ну и осталось только поменять настройки и подобрать их под себя. Не мне, конечно, не тебе, Булат, что ты смеешься, а Игорю и Антону, соответственно. Ну что ж, ожидаем борьбы, и я думаю, много голов сейчас мы увидим. Давай, человек, который съел собаку... В одной из мест города Уфы, это возможно вполне, да, но надеюсь, что нет. Который съел собаку в FIFA, расскажи, что особенного в Сити, что особенного в Барселоне в этом формате. Я думаю, сейчас будут две команды. Очень бесполезную информацию нам тут сообщил Эмиль Зиангиров. Так вот, если... Все зависит от того, как контроля игроками. Если сейчас мы увидим качественную игру от Антона Бурдасова, то в его руках Барселона будет играть как Барселона Гвардиола в свое время. Но в то же время Ман-Сити сейчас управляется тоже Пепом Гвардиолой. И, возможно, именно в руках Игоря Безденежных Ман-Сити будет играть как Барса именно тех времен, эталонная для современного футбола.
Мы знаем, что за Манчестер Сити играет Александр Зинченко, который играл за Уфу, который является хорошим знакомым, соответственно, Игоря Безденежных. Они ровесники. Один, соответственно, играл за сборную России, другой играл против него за сборную Украины. Потом вместе они играли за Уфу. Один вот в Сити, другой в Уфе. И сейчас один играет в киберфутбол против хоккеистов за команду другого. Вот это история, да? Вот это повороты. Ну и сейчас посмотрим, принесет ли это ему удачу. Пока 0-0. Чувствую, что Артем пишет заголовки к статьям, вот, которые нужно просто щелкнуть, но не читать, чтобы привлечь болельщиков. Это такая желтая пресса, потому что такого сейчас наворотил Артем в нашем потоке сознания. Но по факту мы просто видим, что под руководством Игоря Безденежных играет Александр Зинченко. Вот так вот я бы сказал. Но я не думаю, что он играет, потому что вряд ли он попал в основной состав Ман-Сити. Даже в этой игре. Но, тем не менее, мы сейчас это наблюдаем. Пока такой немножко корявый футбол, но надеемся, что сейчас ребята попривыкнут к обстановке, к матчу и уже будут более содержательно проводить атаки. Манчестер Сити начинает свою атаку. Игорь Безденежных с мячом. Пока разыгрывает на своей половине поля. Такая закидушка, безадресная абсолютно. Здесь перехват, Суарес играет на Месси. Месси пытался прокинуть мяч мимо защитника. Ман-Сити не удалось. Давид Силва, заброс по флангу. Лерой Сане мчится, но, похоже, не сумеет переиграть защитника. Барселона перехват, и это безадресная передача. Слушай, если бы это была не FIFA, а Counter-Strike, там тоже можно было бы делать закидушки. И мы знаем, что Игорь Безденежных имеет опыт в этом матче, но на самом деле сегодня не сойдутся в Counter-Strike футболисты и хоккеисты, но если все пойдет хорошо, то в следующий раз обязательно. Да, то мы увидим не просто игры двух. Ух ты! Удар! Это Видаль наносил, но попал он в крестовину ворот Марка. Я прошу прощения, Эдерсона, да, потому что это ворота были Ман-Сити. И сейчас уже Ман-Сити пытается перейти на чужую половину поля. Безденежных комбинирует неплохо, у него это получается. И вот этот вот заброс мы сейчас попытаемся Игоря проинформировать. Надеюсь, он нас услышит. Забросы не работают уже несколько лет в FIFA, в серии FIFA. Лучше играть низом эти передачи, играть в разрез. И вот сейчас как бы слышит нас Вячеслав Кротов и подсказывает эту же самую информацию, передает Игорю Безденежному. И вообще напоминает вот эта вот игра, когда один ведет, другой подсказывает. WRC. Вы поняли, о чем я говорю? Ралли, да. О ралли на чемпионате. Да, когда, например, о пилоте и штурмане. Да, мы все поняли, Булат, вы не самый умный здесь. Или нет? Или не самый умный человек, похожий на Эмиля Зиангирова, да, но второй по счету. Мне кажется, у Эмиля в руках телефон, он вам что-то подсказывает. Мяч пока в центре поля, опасных моментов практически нет в первом тайме. Точность передач 82, это процент Игоря Безденежных. Ну вот сейчас! Не положение вне игры, но вовремя выходит из ворот. Было положение вне игры, да. И здесь Линус Умарк сигнализирует о том, что был офсайд. И все, в принципе, было закономерно. Да, но тем не менее мы отметим, что время было реализовать момент, но неграмотно им воспользовался Игорь Безденежный. То есть так или иначе гола не было бы в любой ситуации. Я знаешь, о чем подумал? Что в лице Вячеслава Кротова Россия отыгралась у Швеции за вчерашнее поражение сборной. Ну, это, так скажем, это капля в море. Это не вернет того, что произошло вчера. Но, тем не менее, да, тут все-таки другое противостояние. Противостояние двух гигантов башкирского спорта и российского в том числе, да. И поэтому здесь совершенно другие ставки. С мячом Лерой Сане. Верховая передача не получается на подборе. Остаются партнеры, удары. Слишком поспешно Яя Туре отправлял мяч куда-то в черешню, назовем это так, одного из защитников Барселоны. Ну, кажется, сейчас Игорь Безденежных начинает нащупывать свою игру в атаке. Посмотрим, действительно ли это так, или это просто пару эпизодов, которые привели к более-менее удачному развитию событий. Итак, снова Игорь с мячом. Да, пока игра Игоря напоминает фраза... Слушай, ну фразу «пока мяч у нас, нам не забьют». Вот примерно это и мы и видим. После того, как ты сказал, что навесы не работают, он перестал это делать. Ты заметил? Ну, мы, собственно, для этого здесь и сидим, люди с опытом. Может быть, еще пару каких-то дельных советов дашь? Ты же профессионал все-таки. Ну, отчасти я в этом разбираюсь, конечно, но я думаю, что это такие азы, просто я подсказал, а более глубокие детали будет уже нечестно подсказывать. Откуда там заходят голы, откуда не заходят. Но вот сейчас тут Стерлинг пытается найти кочку, пас на
Яя Туре, перепасовочка. И удар! Игорь чуть не забил гол, но счет остается прежним, счет 0-0. Вот 40 минут ровно позади, и первый такой по-настоящему голевой момент мы увидели. Да. Там в это время, кстати, в студию подключился Андрей Рожков, и вот немножко на пару секунд буквально, как бывает, порой в нашей студии оказывается Александр Викторович Букров, собственно, также и Андрей Рожков. Еще одна атака Игоря, но неточная передача, перехват. Тут ответная потеря от Антона Бурдасова состоялась, но не сумел ею воспользоваться игрок футбольного клуба Уфа. Атака Барселоны по правому флангу. Неплохо пропустил себе на ход мяч Лео Месси. Вот теперь надо разворачиваться лицом к воротам, а здесь уже велик риск потери. И да, все-таки перехватил мяч Игорь Безденежных. У него есть еще 2 компенсированные минуты, а по опыту первого матча мы знаем, что эти 2 могут превратиться во все 5. Да, по опыту игры в НХЛ мы знаем, что можно сыграть целый период в овертайме и без забитой голов. Вот сейчас Давид Силва выходит 1 на 1 и не сумел он оказаться первым на мяче. Здесь уверенно действовал Марк-Андре тер Штеген. На этом завершается первая половина встречи. Без моментов практически, такие сухие нули пока. И сложно выделить фаворита в этой встрече. Давай, ты будешь искать болельщиков Антона Бурдасова, а я болельщиков Игоря Безденежных. Поехали, начинаем с тебя. Друзья, давайте громко поддержим все болельщики Антона Бурдасова, хоккейного клуба Салават Юлаев. Мы вас не слышим, друзья! Молодец, справился. А теперь болельщики Игоря Безденежных и футбольного клуба Уфа! Сергей Тыртышный, еще 2 человека поаплодировали громко футбольному клубу Уфа, к сожалению, но мы ждем более громкой поддержки от болельщиков нашего футбольного флагмана. Тем временем второй тайм стартовал, в атаке был Антон Бурдасов, но здесь пока стеной просто стоит оборона Манчестер Сити. Ну вот теперь атака Антона Бурдасова, неплохо он комбинирует и выводит на удар сейчас своего игрока. Точность передач стала чуть хуже у Игоря Безденежных. Впрочем, как и у Антона Бурдасова, но по-прежнему впереди Антон и его Барселона. Да, вот упал процент, но мы вот из того, что увидели, можно сделать такой вывод, что скорее всего забитый мяч это будет не плод чьей-то потрясающей атаки, а скорее всего ошибка в обороне, потому что все-таки мы видим, как порой немножко неверные действия совершают спортсмены именно при игре возле своей штрафной. Ну, может быть, кто-то рискнет, например, пойдет вратарем вперед. У нас сегодня был один киберфутболист, который решил так поступить и устроить шоу. Так, что здесь было? Нарушение правил. Да, на вратаре свалили, и сейчас будет свободный удар. Потихонечку Марк-Андре тер Штеген берет мяч, и это все можно промотать на самом деле, но не будем торопить наших и без того неторопливых спортсменов. Итак, разыграл он сейчас мяч Антон Бурдасов. Пике. Возвращается мяч к центральным защитникам. Мы, знаете, вот услышав фамилию мужа Шакиры, хочется вспомнить замечательный ситком или сериал, который мы посмотрели об этом чуть позже. Алекс Видаль здесь с мячом, но пробить ему не дают, и Суарес теряет. Я про крутое Пике. И вот там был очень безбашенный пилот, и мы хотим увидеть такой же безбашенный футбол. Мне нечего сказать, честно говоря, не понимаю, как ты вообще пришел к этому. Итак, атака Игоря Безденежных. Прострел! И гол! Футбольный клуб Уфа открывает счет. Рахим Стерлинг выводит Ман-Сити вперед. Ну, потрясающий гол, на самом деле. Ну, потрясающий, он-то потрясающий, но все-таки там вот пытался попасть в тайм-финишек сначала Игорь Безденежных. Но такая красный треугольничек загорелся, он не попал, удар не получился. И просто повезло, что рядом был еще один партнер. Тут же можно с кикоффа сравнять счет. Каутиньо протыкает мяч. Не доходит он до партнера. Итак, футболисты пока в киберфутбол выигрывают. И по сумме 2 матчей у нас пока 2-0 получается. Но не будем забегать по состоянию на эту минуту. Надо забивать Антона Бурдасова, чтобы все-таки попытаться переломить ход этого матча. Я скажу, что будет немножко неправильно, если в футболе выиграют футболистов, такие хоккеисты. Нужно более интересное развитие событий. Здесь подбор таким останется. Нет, здесь высокорослый Яя Туре снимает, но атака второй темп имела, но и тут тоже не удалось создать остроту.
Ну и, соответственно, Игорь Безденежных сейчас может воспользоваться этой ситуацией, но Лерой Сане предпочел заработать на себе фол. Да, и сохранить мяч для своей команды. Заскучал Вячеслав Кротов. Интересно, вот что сейчас думает он, а как играть в НХЛ? Ну да, я думаю, что уже больше думает, как играть в НХЛ. Ну, конечно, надо еще в этом матче доиграть до победы, 20 с лишним минут. И, в принципе, за эти 20 минут ты сам знаешь, что может все измениться. Да, может произойти все, что угодно, поэтому давайте не будем торопить события, тем более, что... Хотел сказать тем патче, потом понял, что все-таки мне не 40, и сказал тем более. У Бурдасова есть моменты, нужно просто более грамотно и более, скажем так, ответственно подойти к их реализации. Нам сейчас показывают статистику по владению мячом чуть больше вообще в целом игр, но после пропущенного мяча мы стали замечать, что Антон начал больше мячом дорожить и, понимая, что ему надо забивать, во что бы то ни стало, стремиться доводить свои атаки до какого-то логического завершения, не допускать необдуманных действий, не допускать обидных потерь. Ну, посмотрим, что вот в этой атаке получится. Ну, вот эта передача была слишком авантюрной и, конечно, она была обречена. А вот хороший перехват. И здесь чисто сыграно, не было нарушения правил. В свою очередь Сане мяч теряет, но здесь уже фол был зафиксирован. Да, и остается буквально 15 минут до завершения второго матча. И мы ждем от Антона Бурдасова какой-нибудь одной такой хорошей контратаки, которая сравняет счет и переведет матч в дополнительное время. Поскольку, я так понимаю, ничьих у нас здесь не будет. Дембеле с мячом на правом фланге. На замахе убирает соперника. Пас-разрез. И вратарь спасает сейчас Манчестер Сити Игоря Безденежных. Но продолжается атака Барселоны. Здесь, понятно, катил под удар игрок Антона Бурдасова, но не точной передачи оказалось. 10 минут до конца. Болельщики Антона Бурдасова, где вы? Почему не поддерживаете сейчас в такой ситуации Салават? Слышишь эти давай поможем. Хлопки? Давайте 3-4. Салават! Салават! Похоже, я один кричу эту фразу. Мы будем считать, что ты поддерживаешь Антона в этой ситуации. И все. Да, и сейчас где-то таксист кричит: Салават, два человека. Но это совершенно другая история. Здесь Лерой Сане с мячом. Но теперь не до шуток. 10 минут остается. Это уже учитывая компенсированное время. И мяч у Игоря Безденежных. И очень близки футболисты Уфы к тому, чтобы повести в серии со счетом 2-0. Вот момент, удар и Рахим угловой. Стерлинг, да, зарабатывает угловой. Естественно, не этого он хотел добиться. Но, тем не менее, стандарты в исполнении футбольного клуба Уфа — это достаточно такое хорошее оружие. Пас в разрез. Здесь получится ли убежать? И нет, защитник опережает и откатывает вратарю. Да, вот не хватает немножко тактической сноровки и игры FIFA Антону Бурдасову. Можно убежать, даже если у тебя... И вот он шанс! Видаль, 1-1! Вот этого гола мы и ждали. Ничья на 89-й минуте. Это то, за что мы любим и спорт, и киберспорт. Да, теперь будет только интереснее, потому что счет 1-1. Что нам обещает, во-первых? Ничего. А вот мы сейчас узнаем у Азамата Муратова, а что будет дальше. Потому что, возможно, они сейчас начнут играть резко 2-2. Может произойти все, что угодно. Ну, нам говорят, что будет дополнительное время. Ну, давай. На ничейном результате мы не остановимся. Это называется серебряный гол. Потому что мы же не можем сделать счет серии 1,5 очка, правильно? Но мы же не Карлсон, да, и Каруана, который сейчас играет свою финальную баталию в чемпионате мира по шахматам. И, судя по всему, действительно будет дополнительное время, если сейчас в этой атаке Игорь Безденежных не забьет. Очень долго он с мячом находился. В итоге уже сил не хватило, по-моему, Стерлинг там был. И эта игра переходит в дополнительное время. Игорь Безденежных против Антона Бурдасова. Продолжаем борьбу. Сейчас нужно выбрать, да, там дополнительное время овертайм, то есть серебряный гол, или как классика называется, если я не ошибаюсь, это продолжение. А тут нельзя продолжить матч. Вот это... вот так вот нас тут обломал. Вот это наш спортивный симулятор. Находка.
Мы предлагаем игрокам, если они нас слышат, сейчас заново запустить матч и играть до гола. Думаю, сейчас игроки подключатся и будут играть до одного забитого мяча. И тот, кто это сделает первым, пускай на первой минуте, пускай на 90-й, тот станет победителем этой встречи. Сейчас наши помощники вновь поспособствуют тому, чтобы этот процесс ускорить. И Окей, а если нулевая ничья? мы будем играть до того, пока не будет забит хотя бы один мяч, Артем. Пристегните ремни, никуда не уходите, и нас ждет еще, ну, как минимум несколько минут противостояния, которое только что мы видели, 1-1. А я думаю, нам пора уйти на рекламу, немножко дать передохнуть и себе, и зрителям, и болельщикам. Уходи. Я пошел на рекламу. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций, такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. — 23 ноября. Черная пятница. Итак, дорогие друзья, сейчас начинается продолжение противостояния Антона Бурдасова и Игоря Безденежных. В основное время был зафиксирован счет 1-1. Да, Антон Бурдасов спас на последних минутах. И сейчас мы играем до первого забитого мяча, и его автор, соответственно, объявляется победителем. И таким образом в серии будет добавлено очко либо футбольному клубу Уфа, либо хоккейному клубу Салават Юлаев. Да, те же команды под руководством Игоря Безденежных и Антона Бурдасова, то есть Ман-Сити и Барселона, соответственно. Но будем ждать быстрой развязки. Потому что бывает, да, команда в хоккее особенно играет основное время, спасается на последней секунде. Слушай, но и тут же овертайм 3-3 и гол. Опыт игры в овертайме гораздо больше у хоккеистов, потому что футболисты играют не так часто, но бывает там два раза, может быть, 3 раза за сезон. Там Кубок России плюс. Ну вот Уфа в этом году играла, конечно, в Лиге Европы, но, по-моему, да, не было такого, что играли. Я думал, Артем задумался, играла ли Уфа в принципе в Лиге Европы, Артем. Но я думаю, вам ли не знать. Замечательный дуэт с Александром Шмурновым мы вспомним, но эту историю никому не будем рассказывать. Итак, Игорь Безденежный по подаче и гол! И да, и Ман-Сити одерживает победу, и футбольный клуб Уфа делает счет в серии 2-0. Матч на этом завершен, дорогие друзья. И поздравляем футбольный клуб Уфа, но теперь мы увидим эти же баталии эти баталии мы теперь увидим уже на льду, и тогда уже посмотрим, как там все поменяется, потому что там вести игру будут хоккеисты хоккейного клуба Салават Юлаев. Ну, пока все ожидаемо, и футболисты действительно провели 2 матча в футбол, и оба матча выиграли и ведут в серии 2-0. Теперь главная интрига, отыграются ли хоккеисты в хоккей или нет. Это мы узнаем после рекламы, а затем еще интервью у Алены Муратовой. 23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru.
Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в Инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. Семья, в которой у каждого есть свое мнение. Для начала, Антон, поздравляем вам с тем, что вы попали в число игроков, которые будут представлять нашу команду на матче звезд. Скажите, Антон, это правда, что футболисты более подготовлены к сегодняшнему соревнованию? Ну, по ходу, как выяснилось, да. А как вам вообще игра? Нормально, я, судя по тому, что второй раз играю только в FIFA 19, поэтому сойдет. Кто лучшие 3 игрока, хоккеисты, по вашему мнению, за все времена, во всех лигах? Топ-3 лично от Антона Бурдасова. Футбол? Нет, хоккей. О, не знаю, такой тяжелый вопрос. Долго думать надо. Понятно. Кто главная инста-звезда в нашей команде, вы или Григорий Панин? Ну, конечно, Григорий. Как-то будем нагонять? Нет. Без шансов. Давайте немножко, парочку вопросов. Я проверю, как вы знаете сегодняшнего соперника. Будут варианты ответов. Какую песню ФК Уфа исполнили всей командой? We are the champions, Белая река или башкирскую народную песню Уралым? Белая река. Точное попадание. Без попадания я слушал. То есть вам клип даже видели? Клип видел, да. Кто лучше всех пел? Симак, наверное. У ФК Уфа есть женский сектор? Это так или нет? По-моему, видел, не знаю. Есть. Кто забил решающий пенальти в игре против ФК Риги? Безденежных, Кротов, Игбун. Против кого? Против ФК Рига. Это когда? Последний матч на Кипре. Просто угадайте, Безденежных, Кротов или Игбун. Или Безденежных, подсказывает вам Азамат Муратов. Не знаю. Это был Безденежных. Спасибо, Антон. А мы готовимся к тому, чтобы посмотреть уже, наконец, хоккейный матч. Ну вот футболисты были хороши в футболе. Мы, как главные эксперты хоккея, я бы уточнил здесь Эмиль, да, будем сейчас разбираться в баталиях. Но прежде давай вспомним футбольные матчи. То есть, во-первых, выбор соперников. Эмиль да? подзабыл футбольный матч, я напомню. Так Давай. вот, я бы не сказал, что было тотальное преимущество. Вот Кротов играл лучше Умарка, это было заметно. Но вот в матче между Игорем Безденежных и уже Антоном Бурдасовым вот такая разница, она не замечалась. Да, я соглашусь с тобой, но все-таки давайте сейчас послушаем Алену и ее собеседника. А со мной Игорь Безденежный. Игорь, небезызвестный киберспортсмен Роберт Уфенок Фахридинов никогда не скрывал, что пришел в футбол компьютерный после футбола настоящего. У нас есть информация, что вы были в одной группе возрастной. Каковы были бы его шансы сейчас попасть в состав ФК Уфа? Ну, тяжело сказать, какие шансы были. На тот момент мы были примерно все равны, просто ему не позволила играть травма, насколько я знаю. Вот поэтому он ушел в киберспорт. А там, я не знаю, как судьба сложилась бы. Вы неплохо играете в Counter-Strike. На чьей стороне интереснее? На стороне террористов или спецназа? Да, в принципе, все равно. Там зависит больше от карты, за кого удобнее играть. Вы, помимо Counter-Strike, еще играете в FIFA и НХЛ. Это правда, что в НХЛ играть сложнее? Я не знаю, я в FIFA не играю вообще, я только в хоккей играю. Вот, поэтому мне нормально играть в хоккей. В футбол я вообще не умею играть. Однако вы неплохо показали себя. То есть это у вас был первый раз? Ну, не первый раз, но последний раз я очень давно играл. Давайте я вам сейчас задам немножко вопросы о хоккейном клубе «Салават Юлаев».
В каком году Салават стал обладателем Кубка Гагарина? 2008, 2011 или 2010? В 11-м, наверное. Правильно. Сколько сухарей есть в копилке вратаря Юхи Мецела в этом году? 3, 4 или 5? 5. 3. И продолжите известную кричалку. Голуфимцы, голуфимцы, ой-ой, нет-нет или хей-хей? Хей-хей. На мои вопросы отвечал Игорь Зенежный. Все. Ну что, продолжаем обсуждать прошедшие футбольные матчи перед тем, как перейти к хоккейным. Да, ты говорил, что большое преимущество было у Вячеслава Кротова в матче с Сумарком, но там же Линус много не реализовал момент. Но, тем не менее, там по игре чувствовалось, что вот во владении, в перепасовке, в понимании именно игры, компьютерной игры FIFA, чуть такое больше есть опыта именно у Вячеслава. Да, ну вот, можно ли сказать, что Игорь Безденежных также на голову был сильнее в своих матчах, нежели Антон Бурдасов? Абсолютно нет. Если бы такой же момент состоялся у других ворот, такой же навес, такая же подставлена голова одного из нападающих Барселоны, я думаю, счет бы был просто 1-0 в пользу другого игрока. Тем временем здесь уже у нас стартовал хоккейный поединок. Нам бы узнать, кто за кого, друзья. Эта подсказка нам очень сильно поможет в комментировании этого матча, но мы видим, что это... Кротов играет за Вашингтон Capitals. И Сан-Хосе Шаркс в руках Антона Бурдасова. Ну и сейчас смотрите, что делает. Линус Умарка, прошу прощения, да, здесь нам было незаметно. Ну и прямо сейчас мы видим, что Вячеслав Кротов играет за команду, где достаточно много российских хоккеистов, да? А мне интересен выбор Линуса Умарка. Почему именно Сан-Хосе Шаркс? Возможно... Почему не Рейнджерс и Хенрик Лунквист в воротах, например? А какая защитная линия у Сан-Хосе Шаркс? Какие там прекрасные шведские защитники есть. Так что я думаю, что Карлсон как раз-таки тоже человек, благодаря которому Линус остановил свой выбор именно на акулу. Ну а вот сейчас нарушение правил со стороны Линуса Умарка. И первое большинство во встречу Вашингтона, и мы будем ждать. Нет, пока выходит второе звено атакующее. Второе звено большинства сейчас вышло у Вашингтона. Видимо, первое немножко запыхалось, нужно отдохнуть. И... Вот как раз Карлсон. Карлсон, соотечественник Линуса Умарка. А вы заметили, да, Эмиль, как вот очень четко он держит шайбу, Умар? Как он правильно ставит корпус? Как будто бы он сам сейчас находится на льду и грамотно лавирует между соперниками. Ох, как Карлсон стелился, и сейчас Влашек сыграл уверенно. Да, как линолеум просто сейчас стелился Карлсон и, в принципе, предотвратил опасную передачу соперника. Ну и прямо сейчас, должен вообще сказать, да, что в НХЛ освоиться играть значительно сложнее, чем FIFA. Да, то есть FIFA примерно все понимают, как играть, и аналогично находят. А здесь, учитывая и управление, и сложность игры, это достаточно сложно для понимания, и тут нужно осознавать, что... Здесь решают мелочи. Да, и вот те моменты, которые нужны в реальном хоккее, они отходят порой на второй план в киберхоккее. Здесь немножко другие свои приоритеты в игре. Да, но так же, как и FIFA, тоже многие пытаются играть в футбол и проигрывают тем, кто пытается играть в FIFA. И здесь то же самое. Играть в НХЛ 19 это не то же самое, что играть в хоккей, потому что просто очень многие моменты отличаются. Подписываюсь под каждым словом Эмиля Зиангирова и продолжаю, Эмиль. Да, я уже, честно говоря, сбился. Булат настолько меня быстро сбил, примерно так же, как сейчас атака Вашингтона была сбита защитниками Сан-Хосе. Но вот, здесь тоже есть свой Карлсон, и он тоже неплохо вполне бросает. Смит Пейли отправляется в угол, поборолся он там за шайбу, но он... Евгений Кузнецов, перемудрил. Женя Кузнецов, конечно, голова светлая. Да, на самом деле передача-то была разумная, на пас-шот так называемый, или пас-гол, как его называют киберхоккеисты, но защита очень хорошо сыграла, клюшка была поставлена здесь, и после отскока можно было открывать счет Линусу Умарку, но не удалось это сделать шведскому легионеру хоккейного клуба Салават Юлаев. Да, но Салават Юлаев проигрывает в серии со счетом 0-2. Вы же понимаете, что сейчас права на ошибку уже нет у Линуса Умарка. Причем я хочу подметить такую вещь, что вот играть в серии, в плей-офф именно, это более знакомо хоккеистам, и отыгрываться надо именно сейчас им, то есть
именно с тактической точки, с психологической точки зрения сейчас удобнее именно хоккеисту Салавату Юлаеву. Джо Павелский сейчас подвел Линуса Умарка, не открылся. Ведь была гениальная передача туда, на дальний пятачок, где можно было замыкать. Но Джо Павелский предпочел стоять на месте. Ну как же так? Вот был бы там Антон Бурдасов, он бы наверняка замкнул эту передачу на дальней штанге. Тем временем Коннелли врывается в зону, но там достаточно быстро защитникам Сан-Хосе удалось оттереть его туда, к бортам. Да, и как мы понимаем, чем ближе к бортам соперники, тем меньше угроз будет. Теперь большинство будет уже у Сан-Хосе Шаркс. И отдает шайбу специально Линус Умарк, чтобы разыграть численное большинство. Что опытнейший Джо Торнтон, человек, борода которого может быть одна из немногих, которая может составить конкуренцию бороде Линуса Умарка. Примерно как усы Дмитрия Каретки до недавнего времени. Да, но есть еще борода Брента Бернса, я думаю, мы его тоже увидим, но был сейчас офсайд. Раздосадован Линус Умарк. Да, и мы ждем голов, друзья. Очередной матч получается достаточно мало забивным, мало результативным, и мы надеемся, что вот 5-5, 6-4. Вот таких голов мы ждем. Тут бурных эмоций от наших болельщиков. В хоккее сложнее забрасывать. Намного сложнее, чем в FIFA. Здесь тонкости решают. Вот в FIFA ты выучил управление, да, бросок, как делается пас. А здесь нужны тонкости. То есть бросать противоход, например. Эмиль, ну я думаю, все-таки не надо так уж прям говорить, что это настолько такая игра, которую невозможно научиться. Это как будто сравнивать FIFA и PES. PES мы любим за геймплей, а FIFA за то, что там очень все классно, и Ultimate Team. Вот тут то же самое. Каждый может приспособиться к чему угодно, просто для этого нужно время. Нет, просто вратарю... Ох, какой гол! Джо Торнтон! Ну, кистевым броском в ближнюю девятку отправляет шайбу, и 1-0 в пользу Сан-Хосе Шаркс. Ну, хоккеисты и должны тащить в хоккее. Это логично, это правильно. Продолжаем умозаключение, которое начал еще Артем Кочешев, когда говорим, что забивать голы это именно и нужно. И 1-0 он тут же, ответная атака. Сейчас идет у Вашингтон Кэпиталс. Это тебе не пасом забивать, Булат. Об этом сейчас, Эмиль, из тех, кто смотрит, никто даже не подозревает. Ух ты! Как моментально отыгрывается Вашингтон. И отличный бросок и подставление получились у Вячеслава Кротова. Давайте на повтор мы уже, наверное, не успеем посмотреть. А я знаю, почему Сан-Хосе пропустил, потому что там не Евгений Набоков. Да, возможно. Возможно, Евгений Набоков бы справился с этим броском, но мы теперь этого уже никогда не узнаем. Соренсон начинает атаку Сан-Хосе из своей зоны, уверенно входит в чужую. Что же он делает? Ну, есть ощущение, что передерживает шайбу Линус Умарк у одного игрока. Нужно все-таки более в пас играть здесь. А у меня вопрос к Эмилию Зиангирову. А можем ли мы нашего футбольного эксперта задействовать в обзоре небольшом хоккейного матча? Я не думаю, что наш футбольный эксперт будет давать аналитику по хоккею, но можно попробовать, я думаю, свяжемся. Давайте попробуем, да, и у нас завершение первого периода, на связи Александр Викторович Бубнов, спартаковец, но сейчас хоккейный эксперт. Александр Викторович, как слышно? Слышно хорошо, но я не хоккейный эксперт, чтобы ты понимал, да? Я тебе так скажу, я могу тебе дать не то что аналитику, да, чтобы ты понимал, а просто свой взгляд. Ну, мне интересно всегда смотреть не только футбол, но и хоккей, потому что динамичная игра. Да, но здесь я пока не могу выделить того, кто играет лучше. Мне кажется, играет примерно одинаково, и исход игры решат мелочь. Да, Александр Викторович, смотрите, вот в футболе мы все понимаем, да, владение, атаки, ключевой момент. Что в хоккее важнее, на ваш взгляд, чтобы одержать победу? Ну, а что, то же самое, меньше брака, кто меньше ошибается. Но дело в том, что брак в хоккее, это, в принципе, дело нормальное. Почти каждая пятая передача идет сопернику, так что здесь это не самый ключевой фактор. Ну, подожди, ты браком считаешь только неточные передачи, что ли? Я не понял. Попытки идти в обводку, это же тоже все есть, и ошибки в обороне, да? Так что неправильный выбор позиции, это что, тебе не брак, что ли? Я не понял. Ты мне такие вопросы задаешь, дилетант, елки-палки. Ты давай-то осторожнее там. Во-первых, спрашиваешь, сам не знаешь, что спрашиваешь. Да, и мы тут замечаем, что связь потихоньку с Александром Викторовичем обрывается. Видимо, психанул, оторвал трубку телефона, а мы помним, что Александр Викторович телефон еще проводной. И возвращаемся в студию. Эмиль, большинство Сан-Хосе Шаркс проходит абсолютно без моментов. Почему?
Несложно играть в большинстве в НХЛ. Мы с тобой сами играли, и часто тот, кто удалялся, умудрялся при этом контролировать шайбу в чужой зоне. Момент! Бросок в касание, но справляется с ним голкипер Сан-Хосе. И Джо Тортон, несмотря на свой преклонный возраст, летит в атаку. Быстрее стремится к пенсии. Джо Тортон, пас на Карлсона. Но нет. Вроде бы поставил спину, но удалось каким-то чудом там защитникам Вашингтон Кэпитал шайбу выцарапать. И здесь атака Вашингтона 2 в 1. Выход был, но не удалось переиграть голкипера Сан-Хосе. Подбор вновь броски. Не удается выйти из обороны. Сейчас Умарку. Бэкстрём, да, еще один швед на льду. Еще один бросок Бэкстрёма. Еще один швед, еще один бросок. И вот Джонс уже наконец-таки зафиксировал шайбу и отдал ее партнерам. Карлсон, еще один швед, да? Бэкстрём, Оши, ну, бросать противоход. Будет, кстати, еще одно удаление. Кто поедет сейчас оформлять прописочку на скамейке для оштрафованных хоккеистов? Да, Давайте посмотрим. Я напоминаю, что у нас идет трансляция с левой для зрителей PlayStation, на которой играет Линус Умарк, поэтому на английском языке здесь все и написано delayed penalty, а не отложенный штраф, или как пишется там на русском языке в НХЛ. Ну давай еще почитаем power play, все новые слова английские. Ну отнюдь не новые, Эмиль, для меня лично, для тебя, я думаю, тоже. Да, и вот сейчас у Донского и Влашика есть шанс. Какой розыгрыш и гол! Хоккеисты вновь приходят вперед. В лучших традициях Линуса Умарка куча пасов и красивый гол. И вот именно такой забитой шайбы мы ждали. И очень жаль, что не удалось посмотреть повтор этого потрясающего момента. И заметьте, в меньшинстве забивает Сан-Хосе Шаркс. То, о чем мы говорили с Булатом только что. Большинство в НХЛ 19 это не то же самое, что большинство в реальном хоккее. А вот сейчас 4-4 составы уравняются. А время будет идти посекундно, что немножко задержит матч, но тем не менее, я думаю, что достаточно быстро эти 46 секунд пролетят, и мы вновь ускорим развитие событий на поле. Смит-Пелли, пас на Овечкина. 3-2, выход на самом деле Кэпный, ловушку играет Джонс. Очень неплохо играет, и Мейер несется в атаку, есть партнер, Джо Павелский будет решать, нет, отдал на партнера. Правильная была передача, но защитник оказался на линии броска и не дал совершить роковой бросок, и сейчас тоже накрыли здесь бросок. Ну, кстати, бросок был сейчас от синей линии в расчете явно на подставление, но оно не состоялось, либо если было, то достаточно незначительным. Так, Александр Овечкин забыл шайбу, замахнулся и прокатился мимо. И сейчас вновь большинство. На этот раз оно уже у Сан-Хосе. Давайте посмотрим, как акулы будут реализовывать. Ну, есть над чем подумать у Вячеслава Кротова. Игорь Безденежных готов ему подсказать, но не знаю, что же он ему подсказал. Но получилось так, что втроем против 5 соперников оказались хоккеисты Вашингтона и футболисты Уфы в данном случае. Да, и сейчас посмотрим, удастся ли Линусу Умарку реализовать большинство и увеличить преимущество в счете. Кейн, да, ушел. Еще одно удаление сейчас будет у Вашингтона. Полна скамейка штрафников, все наказаны. И еще минуту будут играть 5-3, а потом еще 5-3, правильно, Эмиль? Ну, давай посмотрим. Здесь все вопросы к судьям, как они рассудят этот эпизод. Судьи рассудят, игроки сыграют. Все у нас вновь в лучших традициях логических выводов Артема Кочешева. Пас под синюю был хорош, но вот здесь необходимо было сохранить контроль над шайбой. Какая потеря! И не сумел опередить нападающий Сан-Хосе Брента Холби, и поэтому не переиграл голкипера Вашингтон Кэпиталс. Так, сейчас шайба за воротами Сан-Хосе. Половина второго периода уже позади. И еще 40 секунд большинства у Сан-Хосе Шаркс под управлением Линуса Умарка. И совсем пропала игра в атаке у Вячеслава Кротова во втором периоде. Ну вот, посмотрите, сейчас был шанс, но Влашик успел выбить эту шайбу. А может быть, это Влашич? Может быть, это игрок ПФК ЦСКА здесь затесался на лед? Ну, не каждый день удается противостоять Вячеславу Кротову, поэтому, возможно, и затесался, записался. Да и побыть под управлением Линуса Умарка тоже, знаете ли, не каждому удается. Да, это кинотеатр кукол мы сейчас наблюдаем, когда один хоккеист управляет множеством других. Сан-Хосе в очередной атаке. Вновь в спину ставит Умарк.
не кажется ли тебе, Эмиль, что Ну, вот это- действия Умарка, они реальные действия Да. Умарка на льду? Да, Он очень делает похоже. точно так же. И думает, блин, где Хартикайнен? Кому пасовать? Где Филипп Ларсон? Почему их нет? Ну что, сейчас, наверное, нужна поддержка и Вячеславу Кротову, и Линусу Умарку. И тем Соренс. более такие моменты создаются, уважаемые болельщики. Давайте поддержим своих. Опасный момент. Джонс вытащил с линии. Забарахлил микрофон у Эмиля Зиангирова. Небольшой припадок у Эмиля Зиангирова, да, и мы уже его откачали и возвращаемся в хоккей. Большое спасибо, Булат. Без тебя я бы не поднялся. Ну что, мы возвращаемся и вбрасывание в зоне Сан-Хосе. Да, были опасные моменты, опасные броски, но до гола дело не доходит. И Сан-Хосе летят в быструю контратаку. Да, акулы стараются перейти в контрнаступление, но здесь защита столичных, как вы тут называли, столичные колбасы, как вы их называли здесь, очень хорошо играет. Как мы их здесь только не называли, да? Да. Ну что, остается меньше минуты играть во втором периоде. Очередная атака с численным преимуществом у Сан-Хосе, но потери, и тут можно убегать. 4 в 1. Нет. И ответная теперь контратака. Будет ли Донской бросать? Будет. Дальнюю девятку целил. Но там здорово сыграл голкипер Вашингтона Колби. И звучит сирена. Вторая 20-минутка завершена. Остается период под номером 3. Пока Салават Юлаев в лице Линуса Умарка ближе к тому, чтобы сократить отставание в серии. Хотя бросков больше наносит Сан-Хосе Линусу Умарку. Все верно, так Да. и должно быть, да. Все логично. Или я не туда посмотрел. Больше бросал Вашингтон. Вот жаль, что мы сейчас статистику не видим. Ну, Слишком быстро она исчезла. Но тем не менее, да, возвращаемся в третий период. 5 на 5 у нас. А нет, 5 на 4. Очередное удаление Сан-Хосе Шаркс. Но это не мешает Линусу Умарку раз за разом пытаться вырваться в контратаку. Овечкин. Передача на Карлсона. Вход в зону Вашингтона на этот раз был довольно легким. Передача на пятачок. И здесь Оши мог решать. Ти-Джей не сумел переиграть Джонса, да, и будет вбрасывание в зоне Сан-Хосе Шаркс. Да, очень важно перевести игру в зону соперника. И сейчас это как раз и удалось сделать. Вбрасывание остается за нападением. Бросок низко, не на добивание. Эллер еще будет добивание. Ой, рискует сейчас. Рискует Линус Умарк. Любит он неожиданные передачи, но сейчас этой передачи не ожидали прежде всего его партнеры. Но не в своей же зоне все-таки Эмиль делать эти неожиданные передачи. И не вратарем. Да, и тем более не в хоккее вратарю пасовать, да. Сейчас очередное удаление и 5 на 3, да? Да, 5 на 3 сейчас большинство. Вот интересно. Больше всех в этом матче, наверное, устал судья. Потому что он так часто показывает все вот эти движения. Чувствует себя участником патрульной службы, которая порой дежурит на наших улицах. Так. И показывает различные жесты в случае отсутствия адекватной работы светофоров. Ну вот сейчас линейный арбитр показал, что нарушили правила входа в зону хоккеиста Вашингтона. Ну и оживились было болельщики Салавата Юлаева. Все-таки команда-то 5 на 3 сейчас. Обороняется Оши. Очень плохой бросок. Ну, вернее, там скорее надежная игра защитников Сан-Хосе. Да, и пока Линусу Умарку, ну, немножко даже порой везет, да, в игре именно на в своей зоне. Но вот в нападении он просто куражит. Здесь очередные кружеля, как их назвать правильно? Я не Может знаю. быть, кружева? Нет, кругаля. Я хотел сказать кругаля все-таки, Эмиль, да. Когда идет 7-й час трансляции, все-таки язык начинает давать сбой. Что я могу сказать? Бывает. Ну, прямо сейчас мы слышим поддержку болельщиков. Конечно, это всегда приятно, когда поддерживают. Это что-то с чем-то, на самом деле. Ну и что, у нас сейчас наконец-то равные составы. Ну вот она, снова ошибка вратаря. Как-то рискует. А у меня есть подозрение, что Линус Умарк специально отдает шайбу Вячеславу Кротову, мол, ну давай, ага, ну не получится. Да ты хоть делай, бросай, не забьешь. То есть он так деморализует Да, соперника. а еще, и дает шайбу, тут же Овечкин возвращает, а ты не забьешь. И вот, возможно, как-то так все это происходит. Да, любопытная теория от Булата Салимгареева. Можете записывать.
правила деморализационного воздействия на соперника. Может, кто-то диссертацию напишет. Лекция номер... Да, кандидат наук Эмиль Зиангиров как раз-таки сказал об этом. Кому, как не ему, собственно, говорить о диссертациях. Итак, атака. Сан-Хосе Шаркс, Павелский, пас вдоль ворот. Надежда на пасшот, да. Но не состоялась, не зашла здесь. Так. Вот это Линус, это тот самый Линус Умар, который ждет партнера. Ну, на этот раз неплохо. Джо Тортон очень здорово выдавал на Кейна, но бросок получился, ну, скажем так, берущимся для вратаря. И Холдби с ним справился. Да, снова не удалось создать опасность Вячеславу Кротову и получить ответную атаку, но и здесь Линус Умар немножко без зуба провел свое нападение. Вот атака Вашингтона. Врана! Неплохой бросок, если бы удалось на противоходе поймать голкипера. Так, еще одно удаление. Давайте судья поработает. Да, помашет руками, конечно. Он же так мало это делает сегодня. Самый размятый человек на льду — это арбитр. Так, ну что-то со вбрасыванием сейчас у Линуса Умарка. Ну, ему простительно, он не центральный нападающий. Сейчас я Эмиля удивлю. Там 2 арбитра главных и 2 линейных, поэтому они равны. 2-2 становится счет. И это Яшкин, Дмитрий Яшкин. Чешский, российский чех. Вот так, наверное, правильнее будет сказать. Да, наверное, так и правильнее будет сказать. Вот есть Йонас Донской, скажем так, российский финн в составе Сан-Хосе Шаркс, а здесь есть у нас российский чех. 2-2. Сравнивает счет Вячеслав Кротов и тут же идет в атаку. Остается он в большинстве. Обратите внимание, какой вираж классный заложил сейчас Вячеслав Кротов. Было довольно интересно на это посмотреть. Поставил спину, знаете, как Алексей Михнов или Валерий Нечушкин в таком стиле любят действовать. Вспомнить Алексея Михнова, конечно, было очень сильно. Эмиль. Бураковский и пас, касание. 3-2! Вот это да! Неужели футболисты Уфы сумеют обыграть хоккеистов Салавата и Юлаева в хоккей? На их вотчине, на их территории, на их поле. Ну, такая минутная слабость от Линуса Умарка и 2 шайбы. И даже Антон Бурдасов немножко вышел из кадра специально, мол, а я не с ним, я не с Линусом. Ведь в большинстве находились в этот момент хоккеисты Шаркс. А вот сейчас продолжится большинство 5-3. Целую секунду 5-3. Боже мой. Ну, надо еще успеть доехать до своей зоны. Так что при выигранном вбрасывании это вполне может быть реальным преимуществом. Но Джо Тортон наступает на точке. И здесь удается Карлсону перехватить шайбу. Получится ли отдать под бросок сходу? Нет, не получилось у Линуса Умарка. Чем ответит Вячеслав Кротов? Ничем не отвечает. Надежно играет оборона Сан-Хосе. Судя по развивающимся событиям, я такую мысль выскажу, что ощущение, что у Вячеслава Кротова больше времени проводить за приставкой, нежели у его соперника Кузнецов. Но уже закатился он за лицевую линию и не сумел произвести точный бросок. Здесь Нисканен отдает вперед, но там не оказалось его партнеров, были только соперники. Ход в зону в исполнении Линуса Умарка, его команды. Хороший пас, но бросок Джо Тортон. Опытнейший Джо Тортон так ужасно исполнил. Это, конечно... Дело в том, что там партнеров не было. Передача-то была грамотная, но она была очень далеко от ворот и потерялась вся острота этой атаки. А вот дальше был очень интересный момент. Джо Тортон выкатывался из-за ворот, наносил прекрасный бросок в дальний угол, зрячий, но, к сожалению, точности не хватило. А здесь очень надежная игра на синей линии. Здорово встречает Вашингтон своих соперников. И Бэкстрем с Карлсоном уже летят в свою атаку. Да, ну, не лучший пас. А я думал, ты, Эмиль, про фразу «Бэкстрем с Карлсоном летят». Да, это двоякая фраза. Продолжается атака Сан-Хосе. Павелски сравнивать нет, не удается, но на подборе его партнер. И потеря. Бэкстрем летит вперед на всех парах, но Влаш сыграл надежно. Очередная потеря от Линуса Умарка и вновь потеря от Вячеслава Кротова. Много брака стало в завершении матча. Нервы уже играют. И несмотря на то, какими бы опытными не были наши спортсмены в киберхоккее, тоже заставляет потеть ладошки вот такие вот концовки матчей. Овечкин, Кузнецов. Но вот Смит Пейли немножко подпортил эту комбинацию. Так, что? Кто-то хочет выйти? Ой-ой-ой, серьезное решение. Но нет, слава богу, мы доигрываем этот матч. Минута осталась, но выходить-то рано. Может быть, вратаря на 6-го полевого захотел поменять Линус Умарк, но тут же не так-то просто все это делается. Надо как-то брать тайм-аут, заходить в настройки, включать паузу. Ну вот сейчас можно решать! Ой-ой-ой. Передача на второй темп, да, и
Немножечко перемудрили. Проще нужно было играть Линусу. Возможно, нужно было бросать вообще самому. Ну, и здесь не вот проходит. здесь, да. 20 секунд остается у Салавата Юлаева для того, чтобы оставить себя в серии. И все. 4-2. Ну, наверное, сейчас все закончено в этом матче, потому что, конечно, история знает примеры, когда за 19 секунд забрасываются 2 шайбы, но пока футболисты на коне. На коне. Салават Юлаев не на коне, а вот они на коне. Да, и 12, 11, 10. Опасный момент может быть. И, ну, 2 шайбы не отыграть так или иначе. Ну, забросить одну можно, но все, уже даже на одну времени не хватит. Итак, хоккеисты Салавата Юлаева в первом хоккейном матче уступают НХЛ-19 футболистам. Ну, а мы прямо сейчас уходим на рекламу, а потом быстро вернемся. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций, такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. И 23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru. Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций, такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. Мы возвращаемся в нашу студию и напоминаем вам, что мы продолжаем наблюдать за противостоянием футбольного клуба Уфа и хоккейного клуба Салават Юлаев. Несмотря на то, что счет в серии уже 3-0 в пользу футболистов, мы продолжаем борьбу. Еще один матч у нас остается. И я думаю, что мы можем его рассматривать как нечто самодостаточное. И, в конце концов, хоккеисты должны громко хлопнуть дверью. Хоккеисты могут это сделать, правда, есть небольшие опасения, насколько хоккеисты хорошо готовы к этой встрече. Я вам вообще по секрету скажу, что Антон Бурдасов говорит: не-не-не-не-не-не-не-не, я выиграть не могу, но надо же верить в себя. Мы знаем, что Бурдасов талантливый человек. А если что-то пойдет не так, у него всегда есть поддержка в лице товарища по команде. Итак, Игорь Безденежных против Антона Бурдасова. Антон Бурдасов у нас на дальнем плане. Ой, только не надо выходить из игры. Что за желание все время выйти? Вот до чего мы доигрались. Резюме надо нажать. Нужно нажать резюме, Антон, если получится.
Резюме наверх, да. Не визуал сеттингс, да? Мы просто с английским не очень дружим. А резюме? Что происходит? Резюме. Кнопочка наверх, и мы продолжим. Что происходит на площадке? Ну, происходит следующее. У нас один русскоязычный игрок, другой шведскоязычный игрок. Естественно, все надписи в киберхоккее НХЛ 19 на башкирском языке. Я прошу нажать резюме просто наверх. Вот, пришел Линус и все исправил. Оверхед, все правильно. Большой индикатор, размер. Все в порядке, можно продолжать. Да-да-да. И резюме еще раз. Вот сколько можно просить. Вот она. Ура! Продолжается хоккейный матч. Тем временем мы давайте, Артем, сейчас поговорим о том, что мы сегодня увидели и насколько хоккеисты близки к тому, чтобы хлопнуть дверь. Увидели мы, во-первых, сегодня интригующее событие, которому равных никогда не было. И очень хорошо, что оно случилось, потому что мы надеемся, что это будет доброй традицией. И мы по итогам того, что еще не закончилось, можем надеяться на весеннее продолжение киберспортивного противостояния хоккейного клуба Салават Юлаев и футбольного клуба Уфа. Тем более, теперь у нас есть какая-то история, да? По крайней мере, в этом матче ФК Уфа побеждает сейчас со счетом 3-0, что будет дальше, мы еще узнаем, и как бы уже реванш требуется. Ну, слушай, как минимум, теперь ребята у себя в командах могут провести сначала внутренние отборочные соревнования, выяснить действительно, кто же лучше всех играет в футбол и в хоккей, и, может быть, в какую-то другую киберспортивную дисциплину, и уже выставить такой боевой состав на следующую игру. Вот мне интересно, Антон Бурдасов играет за Виннипег. Виннипег как вообще в этой версии НХЛ? Виннипег вообще, привычно так говорить, что Виннипег никакой. Ну, мы же понимаем, что сейчас не самые настоящие волшебники играют в компьютерный хоккей, поэтому оверолл игроков не так много значит, как нам может показаться. Хотя, с другой стороны, посмотри, чудо какое атака было. Ну, как хорошо все сделал безденежных, что-то там опять продолжаются вопросы с настройкой чего-то. И как-то сеттинг... Вот в чем дело. Не было настройки джойстика по умолчанию. Странно. А как же играл Линус? Линус играл не на скиллстике. Ну да ладно, не будем. А что такое управление НХЛ 94? Ну, это, знаете, для алдовых трактористов, для тех, кто очень давно знаком с этой серией и не успел переучиться, есть такая настройка геймпада, как в 94 году. Ну, как в хоккее в 94-м, который считается классическим. Там очень мало функций. Вперед-назад, пас и бросок, собственно, и все. Но многим этого достаточно. Понятно, что те, кто хочет достигнуть успехов, играют на том, что называется скрипты. Ну да ладно, давайте вернемся к игре, посмотрим, что теперь будет на площадке. Тем более, что никаких проблем больше нет. У нас игра продолжается. Мы вовремя нажали на кнопку резюме, у нас управление теперь правильное, и теперь уже полноценный хоккей мы с вами можем наблюдать. Напомню, что Антон Бурдасов в футбольном матче уже смог преподнести сюрприз, проигрывая 0-1 в концовке, сравнял счет и перевел игру в такой своеобразный овертайм, поэтому очень хочется, чтобы и в этом матче была серьезная борьба до последних секунд. И пока 0-0, и первый период уже постепенно переходит в свою завершающую фазу. И на самом деле опасные моменты были и у Тампы, и у Виннипега. И сейчас удаление будет в большинстве. Тампа сыграет. И откуда взялось это удаление? Тампа-то должна была забивать, но почему-то пас в стиле Линус Юморка, да, пошел себе за спину. Ну и в итоге острота у атаки пропала, но зато теперь Тампа играет в большинстве. Но это не спасает Тампу от атаки Виннипега. И посмотрите, что сейчас делает Антон Бурдасов, который неоднократно повторял, что в хоккей я играть не хочу, это не мой конек, но за команду пострадаю, потерплю, побьюсь. И действительно проявляет сейчас бойцовский характер. Входит в зону Тампа, входит в зону безденежных, бросок от синей, все в порядке. Я бы сейчас Антона Бурдасова предостерег. Да, вот посмотрите, я бы сейчас предостерег от вот этих ненужных выбросов возвращения шайбы в игру от голкипера, потому что у нас едва Линус Умарк не наткнулся, не погорел на этом, да, пару-тройку раз такие ситуации происходили. Лучше, если Антон будет держать шайбу у голкипера и дождется вбрасывания. Вот это будет правильно. Пока минимальное преимущество Игоря Безденежных, который сосредоточен, заскучал там у нас Кротов. Ну,
Слава свое дело сделал, и теперь спокойно ждет, когда его партнер по команде справится. Вот такой формат похож на Кубок Дэвиса в теннисе, когда две личные встречи. Еще, не хватало пятой в формате 2 на 2. Но так, на будущее будем, наверное, иметь в виду. На будущее мы способны даже выставить здесь 10 компьютеров и устроить здесь битву в Counter-Strike. Все зависит от того, во что готовы играть футболисты, хоккеисты и другие спортсмены нашей республики. Неплохая атака, но таким бэкхендом, конечно, в этом хоккее, если шайба и зайдет, то, наверное, скорее всего, только в пустые ворота. Но никак не в ворота, которые защищает Андрей Василевский. Посмотрим, что сделает в этой атаке Антон Бурдасов. Пока контролирует шайбу у борта, забрасывает в зону. И здесь только игроки Тампы. Мой любимый игрок в этой команде Пакет наносит бросок по вороту. Да, бедняга Пакет, каких только эпитетов он от русскоязычных комментаторов не заработал. Давайте посмотрим на статистику. А ты знаешь, что было бы, если бы у Пакета был брат, и они бы играли в одной тройке? Пакет с пакетом. Пакет с пакетом. Русская связка такая. Пакет с пакетами. 4 броска против 3, 2 хита против 1. И, в общем, мы понимаем, что так вот по тактико-техническим действиям Тампа сейчас выглядит получше. Все-таки действительно странноватый выбор. Мы-то привыкли к тому, что если встречаются киберхоккеисты, то Тампа это выбор серьезный и однозначный. Может быть Вашингтон, может быть Малкин и Кросби и Питтсбурга. Но вот Виннипег не каждый день выбирается. И сейчас мы смотрим, как Тампа будет играть в большинстве второй раз. Кстати, одно большинство уже использовали, да? Использовали подопечные Игоря Безденежных. Антон сейчас за своими воротами теряет шайбу. И Кучеров пытался нанести бросок. Пытался Кучеров в ближнюю девятку бросить. А здесь при переходе в контратаку снесли с коньков кого-то из хоккеистов Виннипега. 4 на 4. И хочется выяснить, остались среди нас болельщики ФК Уфа. Хотя бы один в зале остался болельщик. Да, вот такое ощущение, что нас покидают болельщики Салавата Юлаева. Или нет, у нас кто-то еще есть в зале. Те же самые люди. Те же самые люди. Но у нас болельщики Салавата и болельщики Уфы. Это не всегда разные люди. Итак, 2-0. Еще одну шайбу забрасывает Игорь Безденежных. Ну что можем сказать? Отличная атака. Безденежный все видел, все знал, сделал зрячую передачу. И в еще не защищенный угол хорошо щелкнул от души. Вот Линус улыбается, говорит: Антон, все в порядке, не бойся. Если что, я геймпад перехвачу и разберусь с твоим обидчиком. Сыграем в команде. Но пока Бурдасов идет вперед. У него, кстати, не сказать, чтобы ничего не получается. Да? В зоне соперника он гостит. При определенном стечении обстоятельств он может добиться успеха. Вот посмотрите, сейчас предпринял рейд через пятачок соперника. Ну там понятно, что Василевский ключик поставил, и шайба вышла. Так по контролю шайбы к Бурдасову больших претензий нет. Более того, мыслит стратегически, тактически. Можно сделать передачку или самому, а может быть не надо было на Шайфле делать пасы самому, действительно там завершать эту атаку. Трудный, обсуждаемый вопрос. Достаточно очень острый был бросок. Голкипер справился. И возвращаемся на площадку. И забивает Антон Бурдасов. Сокращает отрыв в счете. Бурдасов! Вот так вот не все плохо у юлаевцев сейчас. И лучший снайпер хоккейного клуба Салават Юлаев Антон Бурдасов сейчас забивает свою, я бы сказал, дежурную шайбу. Да, Бурдасов забивает Уиллером. И что, драка у нас? Нет. Нет? Нет. Ну как? Ну нет. Ну у Кобурна были откровенные намерения. Были претензии, но я думаю, Бурдасов должен был сказать: ответим счетом на табло, на любую грубость, на все инсинуации мы ответим только счетом на табло, и, наверное, правильно. Хотя, знаешь, мы же любим, честно говоря, посмотреть под занавес любого турнира хорошую такую веселую драку. Да, если уж и не одержат победу, то хотя бы наваляют хоккеисты. Друг другу от души. Это атака Безденежные. Сергачев. Но не получился бросок, или это была передача такая. В любом случае не получилось ни того, ни другого. Ответ с Антона. Вот-вот момент. Нужна передача, бросок. И Василевский спасает футболистов. Странно звучит, правда? Странно звучит. Василевский, Андрюха, кровь
от крови, плоть от плоти, да. Юлаевской. Словно это какой-то супергерой Василевский, который спасает только футболистов. И что сейчас? Нет, не удается вот там по атака. Что будет делать Антон? Проходит среднюю зону. Здесь сложно сделать бросок, поэтому нужна поддержка партнеров, неточная передача. И будет большинство у Тампы. Нарушение правил зафиксировано. Большинство у Тампы — это значит не самые радужные перспективы сейчас у Антона Бурдасова и у хоккейного клуба Салават Юлаев. Ну, история знает много случаев, в том числе и в реальном хоккее, когда в меньшинстве добивались успеха хоккеисты на льду, а уж в киберхоккее бывают случаи, когда даже при не самой большой разнице в скилле игроков, да, в меньшинстве команда, игравшая, забивала не один гол. Мы сегодня видели матч, в котором была шайба в формате 3-5 забита в меньшинстве и в формате 4-5. Но там в том матче играл финалист чемпионата республики Башкортостан. Вот момент, я думаю, замешкался Бурдасов сейчас с броском, да, зачем нужно было обрабатывать шайбу, я думаю, он сам не ждал, что вот так сладко она выкатится на бросок, и еще есть о чем подумать. Вот то, о чем мы говорили, да, большинство, а ты обороняешься. В меньшинстве соперник, а он бросает по твоим воротам. Давайте поаплодируем Антону Бурдасову за характер. И успевает сейчас вратарь спасти ворота Виннипега в полном составе. Это команда. Да, и шайба сейчас у Антона. В общем-то, все более-менее неплохо. Еще масса времени играть. Всего одна шайба преимущества у соперника. И сейчас опасный момент у ворот Василевского. Но в итоге все-таки вратарь вышел с честью из этой ситуации. Ну и давайте обратим внимание, насколько вот так в командном понимании, да, покруче сейчас выглядят футболисты, потому что друг другу подсказывают, следят, какие-то наметки, какие-то замечания делают. Линус Умарк, вот, я думаю, настолько верит в Бурдасова, что даже вот не хочет ему что-нибудь подсказать. Ну и Антон в себе уверен тоже. Антон, ты уверен в себе? Нет, говорит Антон. Не совсем. На 1-2. Но Бурдасов забросил красивую шайбу. Может быть, забросит и еще. По крайней мере, если мы будем в это верить, это обязательно случится. Вот почему бы, кстати, не сейчас. Не в этой атаке, которая организована очень неплохо. Темп потерян. Несколько потерян темп. И уже шайба в зоне юлаевцев. Нет, удается сейчас Бурдасову шайбу отнять. Правда, мы видим очень острое продолжение этой атаки вторым темпом. И футбольный клуб Уфа усилиями Игоря Безденежных увеличивает разрыв в счете 3-1. Если здесь еще болельщики юлаевцев, готовы ли они поддержать своих? А кто забил, ты заметил? Пакет забил. Безденежных забил пакетом. Ты понимаешь? Есть пакет, но no money in the pocket. Вбрасывание в средней зоне. Да, похоже, футболисты сегодня хоккеистам не дадут ни единого шанса. Но мы в этом случае говорим о чем, да? Это киберспортивный шоу-матч. И та, и другая сторона получает удовольствие от того, что происходит сейчас на площадке и на виртуальных площадках. И та, и другая сторона заслуживает наших аплодисментов и восторгов. И вообще нам очень приятно видеть то, с каким мастерством вообще парни вот так обращаются с виртуальным хоккеем, виртуальным футболом. Да, вот мы заметили, что Линус Умарк, как в реальный хоккей играет, он примерно в схожей манере действует и на киберплощадке. Да, и тут вот находится хоккейный журналист Денис Таипов. Он мне сказал, что наблюдаю за Умарком. Он все по правому флангу организует атаки. Все как в реальной жизни. Ну и большинство вы видели, да. И очень хорошо отметил во время прошлого матча Булат Салимгариев, как Умарк разыгрывал шайбу из ворот. Ну, действительно, хоккейный почерк, он остается, что в реальном хоккее, что в так называемом нереальном. Ну что, еще один период, еще 20 минут. Хватит ли Бурдасову этого времени для того, чтобы перевести
игру в овертайм. Судя по тому, что Антон не передает геймпад в группе своего партнера. Ох, какая картинка у нас интересная сейчас. Да, вот как выглядит наша сцена. Вот у нас есть немножко болельщиц хоккейного клуба. Судя по тому, что Антон не передает геймпад, он верит в себя и действительно сейчас получает удовольствие от игры. Отыграться будет сложно, но ничего невозможного нет в этой ситуации. Надо забросить как минимум 2 шайбы до конца третьего периода в овертайме. Ну, там уже будет элемент удачи играть гораздо большую роль. Но до этого овертайма еще нужно добраться. Да? Пока мы видим, что в отложенном штрафе находится игра. И вот сейчас будет удаление Виннипега. Антон где-то там опять нарушил правила. И опять он в меньшинстве. И помним, как мы начинались забрасываться шайбой в этой игре. Опять же, в большинстве был его соперник. Но с другой стороны, да, сколько атак Бурдасов придумал именно в четвером против Фитина. И вот сейчас неплохой шанс. Вот отсюда можно бросить в дальний угол. Нет. За ним проследили. За ним проследили. И Безденежник забрал шайбу прямо с клюшки игрока Антон Бурдасов. И тем не менее, атак в большинстве мы по-прежнему не видим. Шайба либо... Ох, 5-3. Еще одно удаление в составе Виннипега. Теперь совсем не сладко придется Антону, но он в принципе справлялся в меньшинстве хорошо и 4-5 практически ничего не дал сопернику создать и даже сам убежал. Но вот все-таки втроем не справился, и 4-я шайба 4-1 увеличивает свое преимущество Игорь Безденежный. Но что сказать? Я думаю, объяснение вот этому разгромному поражению сейчас только одно. Слабо поддерживает местная публика Антона Бурдасова. Слабо. Не делится энергетикой. Не делится. Такое ощущение, что болельщиков Салавата Юлаева здесь совсем не осталось. И, конечно же, Антону не хватает, просто не хватает топлива для того, чтобы забросить еще одну красивую шайбу. Вместо этого Бурдасов в очередной раз нарушает правила, затягивает, так сказать, время игры. И, наверное, надеется отличиться в меньшинстве. Почему, кстати, и нет. Атака Игоря Безденежных. Так, у нас... Что, вратарь покинул? А, у нас отложенный штраф. Да, это был отложенный штраф. И в очередной раз 5 против 3 сейчас играют хоккеисты Тампы. Все в порядке у Игоря Безденежных. Контролируется игра полностью. Может быть, какие-то недочеты в его игре профессионалы могут и найти. Но его сейчас это интересует меньше всего. Безденежных пришел сюда выигрывать. Он сразу говорил, что против него у соперников нет шансов. Но плох тот киберхоккеист, футболист и хоккеист, который говорит по-другому. Да? Ты всегда должен вести себя так, как будто ты лучший из лучших. И ты действительно пришел для того, чтобы побеждать, потому что философию победителя еще никто не отменял. Антон Бурдасов, посмотрите, тоже проигрывает человек со счетом 1-4. Но это не значит, что нужно склеивать ласты. Да, это не значит, что нужно прекращать борьбу. Очень хорошо он обороняется, по крайней мере, вот сейчас в этой смене. Правда, вот сейчас мы видим, как Безденежных выходит на ситуацию для броска, добивания. С одного добивания уже одна шайба была заброшена в этой встрече, и у Безденежных это получалось. Появились оба штрафованных игрока сейчас у Антона Бурдасова. Остается дело за малым. Так-то вот эти 11 минут неполных компьютерного времени используют для того, чтобы забросить хотя бы один гол. Почему бы не сейчас? Ну и ручной вратарь под управлением Игоря Безденежных лишил шансов Антона Бурдасова. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Какой кадр, какой взгляд, какой кроссовок, какой... Носок красивый сейчас покажу. Ну и какой хоккей, Артем? Да, если в кадре появился кроссовок, то рано или поздно он должен выстрелить. Он должен вылететь. Да, еще раз посмотрим. И шайба у Виннипега, бросок. Мы сегодня видели, что можно забить и с помощью кнопки пас. Это мы видели, но здесь был бросок, пусть не сильный, но действительно был бросок. Но там Бафлин бросал, у него, правда, сильного не получилось. А вот сейчас за спину. Вот так Василевского переиграть попробовать. Но почему нет? Из-за ворот попытка атаковать. Да, не все так просто здесь с атакой из-за ворот в НХЛ-19. Антон, на самом деле, мне сказал, что в эту версию хоккея сыграл всего один матч. И это было, по-моему, вчера или сегодня. Ну, вот какой-то опыт в игре все-таки наблюдается, да, и вот на самом деле не стереть, не спрятать. Еще одно удаление. Опять клюшка оказалась не там, где нужно. Опять клюшка
кого-то из хоккеистов Виннипега оказалось в коньках кого-то из хоккеистов Тампы, и очередное большинство. Игорь Безденежных просто улыбается и кайфует по полной. Бросок. Но здесь прямо перед вратарем игрок находился. Тем не менее, в заблуждение этого вратаря Виннипега не ввело. Ответная атака. Но если сейчас... Да. Танев слишком далеко от ворот, по-моему, уезжал. Но в итоге, посмотрите, кто с шайбой. В итоге он все-таки дважды сумел побороться и выиграть шайбу. Правда, до броска дело так и не довел. Сорвалась шайба во время попытки дриблинга у Игоря Безденежных, но это не мешало ему продолжить атаку. Вот, еще одну попытку. 3,5 минуты остается. И еще одно нарушение. И вот только сейчас шайба оказывается у игроков Виннипега. Остановка. Очень много удалений действительно у Виннипега в этом матче. Такое ощущение, что уже и Линус Умарк даже не верит в победу товарища. Ну, Линус свою победу упустил, да? Согласитесь, в матче, где он вел по игре и по счету. Да, в принципе, все шло ожидаемо. Футболисты выиграли 2 матча. И вот у Линуса была не то что возможность, а обязанность, наверное, даже переломить ход игры и набрать очки, которые были так необходимы. Ну и, конечно, еще важная история была в конце второго футбольного матча, когда Бурдасов сравнял счет, и его овертайме до золотого гола не смог забить. И сейчас очень уместно будет сказать о том, вот в конце вот этого 4-го матча сегодняшнего противостояния, что на самом деле оба футбольных матча закончились с разницей в одну шайбу. Ну и по большому счету первый матч хоккейный тоже в одну шайбу. Все было достаточно на тоненького. И одержи Линус победу, тут было все совсем по-другому. Вот единственный матч, где явное преимущество, это, пожалуй, вот мы за ним наблюдаем. Да. Все верно. И, ну, как минимум в ничью были реальные шансы сыграть у хоккейного клуба Слава Тулаев. Ну что, Артем, я пойду на сцену потихонечку, потому что нам надо будет завершать наше шоу. Я думаю, что сейчас со сцены на сцену просто вот хлынут аплодисменты от тех, кто все это видел, а вы продолжайте комментировать это. А у нас 45 секунд остается, и мы продолжаем ловить каждую секунду сегодняшнего события, которое действительно получилось уникальным. Первая в истории киберспорта встреча представителей 2 разных организаций: хоккейного клуба Слава Тулаев, футбольного клуба Уфа. И спортивный результат есть спортивный результат, но на самом деле, конечно же, мы благодарим оба клуба за то, что они приняли участие в этом мероприятии. Ну, да, поиграли, кто-то выиграл, кто-то проиграл, но на самом деле не на корову же играли, подсказывает мне Эмиль Зеленгиров, который ни за кого не болел, просто получил удовольствие, как и, думаю, большинство болельщиков, которые, во-первых, здесь в Меге собрались, наблюдали за всем этим хоккейным и футбольным пиршеством, ну и, конечно же, наблюдали за нами в интернете во время нашей трансляции, которая продолжается уже, если я ничего не путаю, у меня с математикой плохо, 8-й час, и я думаю, что не зря мы все это затеяли. И вот на последних секундах давайте посмотрим, удастся ли Антону Бурдасову забросить еще одну шайбу. Вторую для себя в этом матче, но, судя по всему, нет. Время истекло. И со счетом 4-1 в этом матче Игорь Безденежных одерживает победу и приносит 4-е очко в серии футбольному клубу Уфа. Уже, дорогие друзья, давайте скажем... Что? Сейчас мы сначала... Сейчас вы должны слышать то, что сейчас сказал Антон, но вы услышите это чуть позже. Пока давайте официально закончим эту встречу, этот киберспортивный матч, в котором принимали участие хоккеисты хоккейного клуба Салават Юлаев, Линус Умарк и Антон Бурдасов. И победители этого матча, этого исторического события, футболисты ФК Уфа Вячеслав Кротов и Игорь Безденежных. Парни, мы говорим вам спасибо, и мы счастливы от того, что у этого противостояния началась какая-то история. У нас теперь есть статистика. Я не знаю, в какой дисциплине вы встретитесь в следующем году, в какой дисциплине компьютерного спорта. Но я вас очень прошу не выходить за рамки киберспорта. Не начинайте выяснять, кто из вас круче играет в шашки, в шахматы и в чапаевцев, хорошо? Держитесь технологий, держитесь того, что происходит в 21 веке.
Мы выражаем вам огромную благодарность, и в том числе от вас благодарим Ростелеком, провайдера цифровых решений, за то, что они помогли нам провести этот праздник. И давайте поаплодируем ТЦ Мега. Надеемся, не в последний раз здесь гостит хоккей, футбол и компьютерный спорт одновременно. Ну и сейчас то, о чем я не могу молчать. Сейчас у нас, может быть, даже при выключенных камерах, может быть, даже при выключенном экране, инкогнито Антон Бурдасов сделает то, что он хочет сделать очень сильно сейчас. Он мне сказал: Азамат, дайте мне Кротова, я его порву в футбол. Слава, тебе будет больно, но ты готов к этому? Вы хотите это видеть? Вне зачета. Битву двух мужчин. Бурдасов против Кротова. Огонь против пламени. Встречайте, друзья, дополнительная встреча нашего праздника. Вне зачета. У тебя нет больше шансов, Антон. У тебя больше нет шансов, кроме как взять и выиграть. Ну или, по крайней мере, выйти на киберполе и умереть как мужчина. Ждем. Ждем этой встречи. Надеюсь, она будет недолгой. Ну что, прямо сейчас мы готовы посмотреть неожиданную, в том числе неожиданную для нас, комментаторов, эту встречу. Я, как вы видите, комментирую с моим другом Стулом. Не знаю, кто победит. Может быть, удастся Бурдасову взять реванш, реабилитироваться за Салават Юлаев, потому что сухое поражение, ну это, прямо скажем, не то, наверное, на что рассчитывали хоккеисты, тем более, что в хоккее был очень хороший шанс у Линуса Умарка для того, чтобы отыграться, чтобы хотя бы сократить разрыв в счете, но не случилось. Очень мощно отыграл Вячеслав Кротов, и вот сейчас Антон Бурдасов постарается, изо всех сил постарается, мы не сомневаемся. Ну, хотя бы одну победку зацепить. Мы за этим будем следить внимательно. Давайте пока уйдем на небольшую рекламу, а потом вернемся. «23 ноября. Черная пятница в Меге. Только один день. Скидки до 70%. Подробности на mega.ru. Самые свежие новости республики в твоем смартфоне. Подпишись на официальный аккаунт башкирского спутникового телевидения в Инстаграме ТВРБ.ру и будь в курсе последних событий твоего региона. В нашем аккаунте вы найдете эксклюзивные материалы из разных городов и районов Башкортостана. События дня, мнения экспертов спорта, политики и экономики. Все в одном месте. Семья, в которой у каждого есть свое мнение, но в нужный момент готовая прийти к компромиссу. Семья, ценящая независимость, не скрывающая своих эмоций, такая, как есть, настоящая. Какой бы ни была ваша семья, у Ростелекома найдутся услуги и сервисы, подходящие именно вам. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. Ну что, Денис Таипов присоединяется ко мне в нашей комментаторской студии. И прямо сейчас мы посмотрим матч Ювентуса и Арсенала. Насколько
Я понимаю, Антон Бурдасов будет играть за Ювентус, а Вячеслав Кротов, соответственно, за Арсенал. Да, здравствуйте, но по графике у нас видно, что Бурдасов за Арсенал. Если вы видите, внизу есть плашечки. Да, вы устали, вы прям заикаетесь, я смотрю. Я думаю, что еще один матч мы выдержим. Да, весь день сегодня работаем здесь. Да, да. Посмотрим. Так, Вячеслав Кротов за Арсенал. Мне кажется, что все-таки по скиллу игроков, именно виртуальных, Ювентус имеет преимущество. Все-таки там Криштиану Роналду, Киелини, классные игроки во всех линиях. Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Алекс Сандро. А что Арсенал? Ну кто, Генрих Мхитарян будет? Конечно. Ляказет, Абамеянг. Кто станет лидером Арсенала, как тебе кажется, в этом матче? Азил. Месут Азил, а это матч же важный. А Месут Азил знаменит тем, что если матч важный, он старается, ну давайте вы там играйте, я тут в сторонке постою. Но если им управляет Вячеслав Кротов, то он не отвертится просто. Ему придется играть, его заставят бегать. Ну что, посмотрим, насколько Вячеслав Кротов сможет заставить Месута Азила быстро бегать. Вернее, насколько быстро побежит Месут Азил под управлением Вячеслава Кротова. Мы будем прямо вот отдельно замерять скорость Месута Азила под управлением Вячеслава Кротова. И, может быть, Унаи Эмери потом следует задуматься о какой-то новой работе и предоставить Вячеславу Кротову пост главного тренера, или главного, по крайней мере, тренера для Месута Азила. Вот тем временем Арсенал начинает активно. Мяч отправляется в штрафную Ювентуса. И будет ли первый удар? Будет, но принимает его на себя кто? Солодухин, по-моему, нет? Да, действительно. Именно Вячеслав Солодухин в защите Ювентуса принимает на себя удар. А тем временем отличный пас вперед. И здесь это Криштиану Роналду. Штрафной. Забьет? Да, забьет. Да, забьет. 1-0. Антон Бурдасов выходит вперед. Аплодисменты, уважаемые друзья. Да, Антон Бурдасов, такое ощущение, что копил силы именно для принципиального соперника. И в важном матче против Вячеслава Кротова открывает счет. Да, это такой матч чести для всего хоккейного клуба «Салават Юлаев». Я думаю, что Антон Бурдасов понимает, что сейчас лежит на кону. Смотрите, Арсенал перехватывает мяч в центре поля, классный заброс, но снова защита Ювентуса на высоте, и Юви попробует новую атаку организовать. Вообще, мне кажется, что не самый удачный выбор форм со стороны наших спортсменов, потому что слишком много в них белого. Вот обычно кто-то более такую темную форму выбирает, а кто-то посветлее, а тут прям белое на белом. Передача на голкипера. Бурдасов начинает атаку из своей зоны. Ну, в футболе передача на голкипера это не так рискованно, как в хоккее. Хотя мы сегодня видели несколько примеров, когда пытались играть через вратаря даже. Особенно Линус Умарк любил это делать. Но вот сейчас Линуса Умарка нет. Сейчас уже Антон Бурдасов может играть так, как ему захочется. Момент, удар из-под защитника. Но так получилось, что мяч потерял скорость при столкновении с игроком обороны. И Арсенал уже под управлением Вячеслава Кротова идет вперед. Так. Ответная атака. Много перепасовок в центр, но снова защита Ювентуса. Посмотрите, как Бурдасов здесь грамотно играет в обороне. И пока шансов у Арсенала минимум для взятия ворот. Может быть, сейчас они появятся. Удар. По-моему, был рикошет еще. Войцеху Щенсну пришлось, скажем так, по ходу менять движение. В момент удара. И что? Гол. Гол! Да. Сначала показалось, что мяч прокатился поверху, но Вячеслав Кротов головой Шкодрана Мустафи сравнивает счет. Итак, 1-1 у нас. В серии-то по-прежнему 0-4. Но вот вроде бы Антон Бурдасов вышел вперед. Вроде бы все складывалось в его пользу. И вроде бы достаточно уверенно он играл в обороне. Но тут стандарт. А стандарты в современном футболе очень и очень важны. Давайте посмотрим, что будет в этой атаке. Так, ну, Вячеслав Кротов-то не поддается. Для Вячеслава Кротова тоже марку держать нужно. И несмотря на то, что счет 1-1 в 20-й минуте, команда очень грамотно играет в обороне, особенно на поступах штрафной. Здесь фол у Ювентуса. Что это был за фейерплей, непонятно. Но вот сейчас, может быть, Вячеслав Кротов решится на дальний удар. Нет, пока не получается у него это сделать. Ну и давайте смотреть, чем ответит Антон Бурдасов. Пас в касание очень здорово. И вот здесь есть игрок в середине. Можно обратно вернуть. Здорово. И ничего. Да, до удара атака не дойдет, но очень опасно. Снова Ювентус штрафной с мячом выходит из предел зоны. И Арсенал мяч выносит.
Да, ну там Дуглас Коста перемудрил, и здесь уже Алексу Сандро приходится обыгрываться с центральным защитником. Смотрите, как команды заряжены, какой темп игры. Сразу видно, что это так называемая игра плей-офф. Ну да, а хоккеисты понимают, что такое игра плей-офф. Еще одна атака Ювентуса по правому флангу. Хорошая подача Квадрата, и здесь решать! Удар ножницами не получился у Дугласа Косты. Ах, а если бы забил, как было бы красиво, согласись, Денис? Полностью согласен с вами. Еще одна атака Ювентуса, но она заканчивается только начавшись. Где Месут Озил? На поле. Где именно? Где-то на поле, скорее всего, в центре. Он же центральный атакующий полузащитник. Я думаю, что вот примерно так же все болельщики Арсенала спрашивают себя, где Месут Озил. Где-то на поле. Да, но тем временем Ювентус как-то поострее действует, мне кажется. И Антон Бурдасов всю спортивную злость вкладывает сейчас в каждое нажатие каждой кнопки на своем геймпаде. Вообще очень интересная игра. От ножа идет, атаки по очереди, то в одну, то в другую сторону. Момент опасный. Но снова оборона в последний момент спасает Арсенал. Еще один момент. Ох, ну здесь удар не получился, и очень здорово сыграл Вячеслав Кротов защитником. Вот угловой, это очень опасно. Мы уже, что Арсенал с помощью удара с угла поля сравнял счет. Что будет в этот раз? Бурдасов долго выцеливает. Если долго выцеливает, значит, знает, что делает, да? Опасный момент, но подбор за Арсеналом, и потихонечку развивается контратака. Вот здесь, по-моему, как раз-таки Месут Озил поучаствовал в создании этой атаки. Которая закончилась безуспешно. Она быстро, но Озил там сыграл здорово. Все-таки это классный плеймейкер, что не говори. Он может эпизод так решить, как никто другой не сделает. А вот хороший заброс. И вот сейчас реальный шанс у Вячеслава Кротова. Здорово он остановился, но партнеров не нашел в открытой позиции. Удар блокируется. Кстати, снова Озил наносил удар, он раскрылся и в последние минуты очень опасен. Ну а что тушеваться-то? Пора Месуту включаться, пора показывать свое мастерство. Так, а здесь что? Здесь ничего. И снова контратвет Арсенала может получиться интересный, но там Александр Ляказет, кажется, перемудрил немножечко. Хороший брос из-за боковой, обостряющий такой, здорово в стеночку, красиво. Абамеянг там подключал в центре своего партнера, но в игре Войцех Щесны. Заканчивается у нас первый тайм, очень интересная игра. А закидушечка! Нет, неточный удар получился у Вячеслава Кротова сейчас, хотя задумал-то он все здорово. Вот ведь футбольный интеллект решает. Видит Вячеслав моменты, пусть и не всегда получается их исполнить как следует на виртуальном поле, но самое главное, что моменты создаются. А сейчас положение вне игры. Ну и вы помните, кстати, первый матч, когда Умар с Кротовым играли, казалось, что инициатива на стороне шведа, но на опыте Вячеслав Кротов на последних минутах вывел свою команду вперед и победил. Да, это было незабываемо. Я думаю, что Линус Умарк, сейчас хоть он и покинул нас уже, покинул торговый центр Мега, но все-таки будет еще долго вспоминать то поражение. Статистику мы видели: 6 ударов у Арсенала Вячеслава Кротова против 4 ударов Антона Бурдасова и его Ювентуса. Ну, кстати, в створ 2-2 и владение 50 на 50 у нас равная игра и счет 1-1. И непонятно вообще, как матч закончится. Закончится может как угодно. Вот сейчас отличный момент. Можно решать. Ух ты! Ну тут мы с Денисом тоже аплодируем. Аплодируем Антону Бурдасову. Какое решение принял. Вот Умарк вроде бы ушел, а гениальные пасы остались. Бурдасов, смотрите, как паузу здесь на повторе выдержал. Защитник в подкате пытался перехватить мяч, но это было бесполезно. 2-1 Антон Бурдасов. Да, Петр Чех был растерян. Как растерянный танкист, у которого отобрали танк, и он думает, а как дальше-то воевать. Ваше сравнение гениальное. Не буду спорить. А вот момент, тут же Войцех Щесны мог пропускать, но выручил свою команду. И по-прежнему Антон Бурдасов впереди сейчас на кураже. Он попробует забить еще. Конечно, попробует. Давайте посмотрим, к чему приведет вот эта атака. Хороший навес. И здесь Петр Чех. Да, танк нашел. Сразу видно, все в порядке.
Но футболисты Арсенала сейчас попробуют сами наказать соперника в контратаке. И сейчас может это получиться. Кто это? Пьер-Эмерик Абамейянг. Да, Абамейянг штрафной, удар, но заблокировал его, по-моему, это Киелини. Да, опытнейший Джанжо Киелини. Он способен заблокировать практически любой удар. Все повидал, наверное, в своей жизни этот центральный защитник. Здесь не стали навешивать игроки Арсенала, решили разыграть. Снова мяч штрафной, удар и еще один блокированный удар. Ну, здорово все придумал Вячеслав Кротов сейчас, но защита Ювентуса не дрогнула. И Антон Бурдасов Я же говорю, попытался. там Вячеслав Солодухин играет, и просто не пройтись, он эти удары блокирует на раз-два. Ну, мне кажется, удар мячом заблокировать это не так больно, как шайбу. Не будем проверять, конечно, не хотелось бы. Особенно шайбой. Снова атака Арсенала. Кротов понимает, что надо идти вперед, чтобы мяч сравнять. И пару опасных моментов было, хотя бы 3 угловых подряд отметим. Да, 3 корнера, пенальти, кто так говорит? Любой футбольный комментатор. Вот сейчас хорошая игра в стеночку, и можно что-то придумывать, но быстрее что-то придумал Вячеслав Кротов и не позволил Бурдасову долго думать. А вот сейчас что будет? Будет ли удар? Кто будет бить? Самое сложное принять решение, когда такая атака у Ювентуса: Дибала, Роналду, Дуглас Коста, Квадрата. Кто же будет бить? Все просто. Вот в Салавате Юлаеве вывели Бурдасова на бросок, он бросает. А здесь вот поди разбери. Так, очень самоотверженная игра игроков Ювентуса в центре поля. Арсенал перехватывает инициативу, но перехватывает мяч Ювентус. Мяч вообще ходит от одних к другим. Такая игра сейчас очень неровная. И непонятно, кто же следующей ошибкой соперника воспользуется. И вот она, казалось бы. Но в последний момент защитник Арсенала выбрасывает ногу и отдает мяч Петеру Чеху, который разбирается в ситуации хладнокровно. Снова был подбор за Ювентусом, но дальше середины поля не удалось пройти. Еще один момент. Здесь Квадрада успеет первым к мячу. Ох, между ног пролетает мяч у защитника Арсенала. Давайте смотреть, что будет дальше. Да, ну пока мяч не может определиться, кого он любит больше: Вячеслава Кротова или Антона Бурдасова, потому что переходит от одного к другому. Как часто ошибаются в передачах тот и другой. Но вот сейчас может быть здорово, только нужно исполнить. Это казалось сложнее, но угловой, тем не менее, заработан. Мы видим, что небольшое преимущество по владению 52-48 на стороне Ювентуса, то есть Антона Бурдасова. Ух ты, Бурдасов как придумал, Роналду скидывает штрафную. А в центре никого не было. А там абсолютно любой игрок мог бы, наверное, решить. Даже если бы я там находился, наверное, у меня было бы больше шансов забить, чем промахнуться. Ответная атака Арсенала, но она закончилась. Мяч у вратаря. Смотрите, как Ювентус цепляется за мячи. Практически все подборы за итальянскими игроками остаются. Конечно, цепляется. Выбора другого нет. Антон Бурдасов понимает, что стоит на кону, что проигрывать он не имеет права. Вячеслав Кротов уже, видите, так расслабленно немножечко играет. Он понимает, что серию мы затащили, а сейчас, ну, надо, конечно, постараться, показать класс, но Антон Бурдасов-то явно пришел умирать за победу. Смотрите, что происходит. Ювентус штрафной, но нет. Без нарушения правил удалось защитникам Арсенала эту угрозу нейтрализовать. Вот Квадрада. Да, снова Ювентус в атаке. Еще один удар. Но это, Чех на месте. Да, в ближний угол. Хотя там было положение вне игры, да. У нас 12 минут остается до окончания основного времени. Плюс то, что добавит арбитр. Арбитр, мы знаем, может добавить довольно много. В одном из матчей серии судья добавил целых 5 минут. Хотя официально добавил 3, а отыграли команды 5. Снова Ювентус в центре мяч забирает. И Роналду пытается убежать. Не очень получилось. Сил уже мало. Может быть, замены провести?
тому или другому. Насколько я помню, замен не было еще, мы их не видели. А вот освежить игру стоило бы. Особенно, наверное, Вячеславу Кротову, потому как ему нужно отыгрываться. Выпустить кого-нибудь на замену. Но, может быть, в паузе кто-то быструю замену проведет. Знаете, там зажать R2 и выпустить сразу кого-то. Но пока пауз даже нет в этой игре. Абамеянг опасно ударил по воротам, но здесь вратарь на месте. Мяч по центру полетел, и даже никакого движения в бок не пришлось делать. Вот сейчас как раз запрос на паузу от Вячеслава Кротова. Возможно, мы увидим замены, но чтобы замены сделать, чтобы эта пауза была, нужна пауза в игре. Нужно, чтобы мяч покинул пределы поля, но пока что это явно не в интересах Ювентуса позволять сопернику проводить замены. Сейчас все так, как нужно для Антона Бурдасова. Ага, мяч покинул предел поля. Давайте смотреть. Тактика. Тактика. Антон Бурдасов пьет кофе. Ну, Антон Бурдасов тоже наверняка важный момент в этой игре. Произведет замены. Давайте смотреть. Сами Хидира вместо Пьянича. Ну да, более такого разрушительного полузащитника выпускает. Итак, кого бы еще? Ну, наверное, Кан. Ну, я бы, наверное, Дибалу заменил. Он очень устал. Да, вот сразу видно. Мудрый человек Антон Бурдасов. Давайте Манджукича. Нет, Роналду еще свеженький. Он может убежать. Я вот тут Бернадески бы выпустил вместо Квадрада. Это было бы неплохо. С учетом того, что Квадрадо устал, и он на фланге. А на фланге нужна скорость. Вот вы видите, что один из футболистов Ювентуса на этом плане держится за голову. Что его смущает? Команда впереди. Не надо так нервничать. Нужно спокойно. А вот Вячеслав Кротов много замен делает. Мы не видим, что он делает, но мы уверены, что там какая-то хитрая тактическая заготовка. Сейчас что-то будет. Может быть, он схему поменял. 3 форварда, 4, 10 форвардов. 10 форвардов и 1 вратарь. Вот это будет отличная схема. Можно отыграться. Минут 35 так, оставалось. Смотрим. Дэнни Уэлбек вышел вместо Генриха Мхитаряна. Гранит Джака вместо Азила. И момент, удар, гол! 2-2! Как тебе такое, Илон Маск? Вернее, Антон Бурдасов в данном случае. Вот что такое тактика. Долго там сидел Вячеслав Кротов, а это была комбинация. Смотрите, какая подача для Казета. Кто пробил рыбкой? Абамеянг. Абамеянг, да, ну здорово. И сейчас у Антона Бурдасова все. Время истекло. Да, но 2-2. Хочется поинтересоваться у киберспортсменов, что будет дальше, потому что у нас ничья. Ну, я думаю, что дальше... Потому что матч закончен. Да, дополнительного времени дальше нет, но что будет дальше? Дальше, наверное... До первого забитого мяча? Будут ли они выявлять победителя? Вот сейчас, видимо, будут. Кто забьет следующим, тот и победил. На самом деле можно киберспортсменам отдать предпочтение, как они захотят, пусть так и сыграют. Может быть, полный матч захотят, почему нет? Ну, все зависит сейчас от них, наверное. Здесь у нас небольшая техническая пауза. Ну давай, Денис, пока обсудим по матчу. Кто тебе понравился больше? Кто играл сильнее, по-твоему? Роналду. Роналду играл сильнее, забил мяч. Но опять же, Абамеянг был неплох. Вот в конце так рыбкой выпрыгнул. Думаю, что по тактике, наверное, был сильнее Арсенал, но по самоотдаче явно был сильнее Ювентус. Они забирали все подборы, постоянно выигрывали верховую борьбу. Но это вот опять же желание. Тренер-мотиватор Антон Бурдасов сделал. Кто психологически сейчас находится в лучшем состоянии? Вячеслав Кротов, который ушел от поражения на последних минутах, или Антон Бурдасов, который горит желанием принести Салавату Юлаеву первую победу в сегодняшней серии? Не знаю, наверное, 50 на 50. Ваше мнение хочу спросить в этом вопросе. Мне вот все-таки кажется, что желание Антона Бурдасова сейчас должно как-то превзойти. То есть он мог сейчас согласиться на ничью, сказать: ну ладно, братан, мы сыграли в ничью, нормально. Нет, он будет играть до победного. Давайте посмотрим. Только вот мы не знаем, до первого ли забитого мяча играют наши киберфутболисты, вернее, футболисты-хоккеисты. Но в данном случае их можно обоих называть киберфутболистами, потому что они играют в интерактивный футбол. Ну, ждем мы пока какой-нибудь информации от организаторов. Думаю, что дождемся в ближайшее уже время ее. Тем временем Ювентус перехватывает мяч. И может получиться быстрая атака. Роналду смещается на фланг. Ну, там Дуглас Коста то ли забегал, то ли не забегал. Вот как-то вот он
не определился в этом эпизоде, что ему делать, но и в итоге Арсенал перехватывает мяч. Сейчас бы, знаете, спросите у нашего эксперта Александра Бубнова, что в этом эпизоде сделал не так Дуглас Коста, и он у нас на связи. Ну что ж, Александр, объясните, пожалуйста, что здесь в технико-тактических действиях было все-таки не так? Для тебя, чтобы ты знал, Александр Викторович, да, это первое. Второе, что было не так, а там много чего было не так. Тут надо конкретно вот разбирать по эпизодам, да, которые мы сейчас смотрим, да. Игроки Арсенала, видишь, доводят до удара, да, до удара доводят. И, Я вижу, да, что они бьют поворотом. Блестящая аналитика, Александр. Викторович. Александр Викторович. Да. Но, чтоб ты понимал, да, многие этого не видят в футболе. Удар был куда? Поворотом. Не поворотом, а створ ворот. Понимаешь, да, вот. Играют, кстати, до первого гола, я уже слышал, да? Ты тоже слышал, да? Может быть, вы это правило придумали? Не, я не придумал. Я правила не придумываю, я по ним играю. Спасибо, Александр Викторович, за эту блестящую аналитику. Мы узнали, что кто-то из команд бьет поворотом, причем попадает в створ. И Эмиль Зиангиров, вам слово по сегодняшней игре. Нет, я-то еще понял, что бьет поворотом Арсенал. Вот. То есть Арсенал бьет поворотом Ювентус и попадает в створ. И это хорошо. То есть, ну, вот не все это, может быть, понимают. Ну, ладно, давайте вернемся на поле. У нас сейчас матч идет до первого гола. Тем горячее, тем выше цена ошибки. Да, но пока равная игра, и у Ювентуса не было ни одного удара по воротам. Возможно, Бурдасов притаился. А у Арсенала был, мы это поняли из аналитики уже, да. Ну, возможно, Антон Бурдасов выжидает своего момента, как настоящий профессионал, чтобы сделать одно решающее движение, которое все изменит в этом матче. Опасный момент. Ох, а если бы сейчас, кто это, Абамеянг не дотянулся до мяча? А если бы он дотянулся до мяча? То был бы, наверное, удар в створ ворот. Да, может быть и гол, там дистанция была. Знаете, сейчас есть люди, которые любят считать XG. Абамеянг красивую передачу пяткой отдал. Роналду. Ах, здорово подхватывает мяч Коста. Дуглас Коста, удар. Нет удара, заблокирован удар. Солодухин снова в деле. Он уже за другую команду играет, смотрите, а. Он за все команды может успеть поиграть и везде спасать ворот. Навес штрафную, вынос от Арсенала. Так и что, будет удар? Ну, следует удар, но снова удар заблокирован. По-моему, это 17-й номер, да? Легенда номер 17. Валерий Харламов. Роналду. Скидывает неожиданно. Многие думали, что Роналду сейчас с острого угла попытается так аккуратненько подправить мяч, чтобы он влетел в створ ворот. А нет, Криштиану пытался сыграть на партнеров в той ситуации. Шах и мат тем, кто обвиняет португальца в том, что он очень часто не делится со своими партнерами по команде. Так, это неплохо, но там кто? Белерин? Да, корпусом Косту оттеснил. И мяч у Арсенала. Команды сыграли 26 минут, кстати. Белерин не ест мясо, ты знал? Нет, потрясающе. Да, но вот. Мы, что сказать, молодец. Вот над ним шутили, что он не может выиграть борьбу корпус в корпус, потому что не ест мясо. Ему Гарри Невилл, кажется, говорил, съешь пару стейков, и тогда, может быть, научишься выигрывать. Ну вот, похоже, внял советом Гарри Невилла Эктор Белерин в том эпизоде несколькими минутами ранее назад, который произошел. Сказал бы магистр Йода, но и я тоже как-то сейчас умудрился так выразиться. А вот сейчас хороший подход Арсенала. Удар. Смещение в центр, но снова блокированный удар. Статистика передач 82 против 71% в пользу Ювентуса. Ой, в пользу Арсенала, простите. Полноцен Бурака, да, высоковат. В одной из команд. Александр Викторович Бубнов вовремя включился, очень неожиданно в наш эфир. Ты просто трубку забыл повесить, а он продолжает смотреть этот матч вместе с нами. Коста. О, как здорово убрал. И есть передача, надо удар, решать. гол! Антон Бурдасов выигрывает в дерби, в уфимском дерби. Да. И одерживает победу. Ну что ж, на этом матч закончен. Ну что, наконец-то, друзья, можем сказать, что сегодняшнее испытание закончилось. Не хотят уходить ни нападающий футбольного клуба Уфа Вячеслав Кротов, ни нападающий хоккейного клуба Салават Юлаев Антон Бурдасов. Вы знаете,
киберспорт, он такой. Если ты подсел на эту иголку, это уже навсегда. В каждом взрослом мужчине, себя я тоже имею в виду, живет маленький мальчик, который хочет всех побеждать. Все, мы выключаем наш экран, мы говорим всем спасибо. История началась, футбольный клуб Уфа ведет в счете 1-0, наверное, через полгода. И, может быть, даже на этой сцене киберспортивное противостояние двух главных спортивных брендов нашей республики продолжится. Возможно, мы будем играть даже и в любимый футболистами Counter-Strike, если Антон Бурдасов будет согласен выступить в роли мишени. Все, шутки в сторону. Это была славная охота. До свидания. Всем спасибо. Пока, болельщики!